Селям алейкум, хайрлах акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» Майя Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события. Для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски новостей. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсу. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Так называемый потерпевший по делу, сфабрикованному делу Чубарова, его не знает. Об этом сообщил адвокат председателя Меджлиса после очередного так называемого судебного заседания оккупационного Верховного суда Крыма. Сегодня сторона защиты продолжила предоставлять доказательства невиновности Рифата Чубарова, которого оккупанты обвиняют в организации беспорядков на митинге 26 февраля под стенами Верховной Рады Крыма. Кроме этого, по словам адвоката Александра Осокина, на заседании допросили 3 свидетелей защиты. Они заявили, что все действия главы Меджлиса были направлены на то, чтобы остановить насилие, а давку спровоцировали пророссийские активисты, которых организованно подвозили на автобусах на митинг. Оккупационные крымские следователи предъявили председателю Меджлиса Рифату Чубарову обвинения по 2 статьям. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и публичных призывах к нарушению целостности территории России. И так называемый суд начался в июле прошлого года. Оккупированный Крым занял 201 место в глобальном отчете Freedom House о политических правах и гражданских свободах. Freedom House оценивает доступ к политическим правам и гражданским свободам 210 стран. Так вот, Крым 201, почти в самом конце. Крым обозначен как несвободный и получил крайне низкий балл, 7. Именно столько баллов или даже меньше получили такие страны, как Северная Корея, Сирия, Сомали. Согласно отчету Freedom House, оккупанты в Крыму жестко ограничивают политические и гражданские права, блокируют доступ к независимым СМИ, применяют российское антитеррористическое законодательство, политически преследуют жителей Крыма, тех, которые не согласны с действиями оккупационных властей. Турция построит 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым после российской оккупации. Межправительственное соглашение об этом подписали на высшем уровне во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Строить будут в Николаеве, это 200 квартир. 200 квартир еще будут строить в Херсоне и 100 в Киеве. И вот как заявил президент Турецкой Республики Реджеп Таyyip Эрдоган, строительство жилья – это семейный и исторический долг для повышения стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину. А по словам президента Украины, это важный гуманитарный проект, который еще больше сближает народы. Кроме этого, Турция планирует построить еще в Киеве и мечеть. Как отметили в офисе президента, соглашение позволит урегулировать правовые аспекты и определить механизмы сотрудничества в вопросе строительства жилья. Но если перевести на человеческий язык, то это дает надежду на то, что строительство наконец-то начнется, потому что планы того, что строить дома будут, и разговоры об этом, и обещания в эфире уже существуют несколько лет. Российский миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг, который с 2014 года находится под санкциями США, стал владельцем 4 санаториев и гостиницы в оккупированном Крыму. Как выяснилось, с 2019 года фирмы, которые имеют отношение к Ротенбергу, незаконно приобрели санатории Айпетри, Мисхор, Дюльбер, Жемчужина и отель Дача Рахманинов. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Оккупанты решили отметить 77-ю годовщину освобождения Керчи от фашистов выстрелами с пушек. На морвокзале установили 2 орудия, но что-то пошло не так.
После команды «Огонь» одну пушку заклинило. Со второй попытки все-таки удалось 4-жды выстрелить холостыми в сторону моря. Эффект получился не совсем праздничный. От грохота орудий и у машин сработала сигнализация, а в здании судоремонтного завода повылетали стекла. Как рассказали местные жители, восстанавливать разбитые стекла в близлежащих домах после праздничных выстрелов уже стало традицией Керчи. В оккупированном Крыму оккупанты заявили о 95 новых случаях COVID-19, в Севастополе 34, умерли на полуострове 7 человек. Вот это такие новости, которые мы будем рассказывать сегодня в наших выпусках в 19:00 и в 21:00. Гульсум. Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрома. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых событий Романом Спиридоновым. Вы также можете подключаться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и мы вещаем в онлайн-режиме на нашем YouTube-канале, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем наши все программы в записи. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua маленькими буквами. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте, так как финансовые сложности с телеканалом АТР до сих пор не разрешены. Ну а мы переходим к новостям. В глобальном отчете о политических правах и гражданских свободах международной правозащитной организации Freedom House оккупированной Россией Крым занимает 201 место из 210. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Отмечается, что Freedom House оценивает доступ людей к политическому праву и гражданских свобод в 210 странах и территориях. Вот их цитата. Крим позначений як невільний і отримав вкрай низький бал – 7. Саме стільки балів або менше отримали лише кілька країн і територій, серед яких Північна Корея, Сирія, окуповані Росією окремі території Донецької та Луганської областей, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея, Туркменістан, Еритрея, Тибет і Сомалі. Ольга Скрипник, засновник, експерт Кримської правозахисної групи, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Пані Ольга, расскажите, пожалуйста, нам подробнее об этом отчете, что он для нас означает и какую практическую роль он может отыграть. И в первую очередь важно сказать, что Freedom House – это международная авторитетная организация, которая ежегодно выпускает доклады о правах человека во всем мире. В том числе и Крым, как оккупированная территория с 2014 года, тоже постоянно исследуется в этих обзорах. Поэтому это очень важно с точки зрения международной позиции. Тут мы видим, что авторитетные организации, как Freedom House, признают все те нарушения прав человека, о которых заявляют украинские правозащитники и украинское государство. Вот. И там также важно с практической точки зрения, поскольку такие доклады выходят каждый год, то можно увидеть, в принципе, тенденцию нарушения прав человека. То есть эти доклады показывают, что ситуация с правами человека постоянно ухудшается в Крыму с 2014 года. Скажите, что еще сегодня мы можем делать, чтобы защищать права наших граждан на оккупированных территориях? Допускаете ли вы возможность доступа мониторинговых миссий на оккупированные территории в ближайшей перспективе? Да, конечно, что касается мониторинговых миссий, то это один из инструментов, который помогает защищать права человека. На сегодняшний день Россия пытается спекулировать такими миссиями и делать из них, скажем так, политических заложников. И поэтому очень мало миссий на сегодняшний день вообще возможно в Крыму, потому что Российская Федерация создает препятствия таким образом, чтобы эти миссии трактовались якобы как признание российской территории, Крыма как российской территории. Но, тем не менее, мы считаем, что все равно миссии надо проводить обязательно естественно, с соблюдением украинского законодательства. И такие доклады международных миссий, они очень важны. Но в последнее время таких миссий пока не происходит. Второе, что важное произошло за последнее время, это создание Крымской платформы и саммит, который будет в августе этого года. Это как раз впервые будет создаваться международная платформа переговоров по Крыму. И действительно
действительно нам дает надежду на то, что будут разработаны реальные механизмы давления на Россию, чтобы защищать людей в Крыму. Отдельно, конечно, заслуживает внимания работа журналистов и правозащитников, которые освещают это, все, что там происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы больше иностранных журналистов также приезжали в Крым и писали для европейских и западных читателей о том, что реально происходит в Крыму, так как Российская Федерация очень активно распространяет свою пропаганду за границей. Это те механизмы, которые действительно помогают хотя бы доносить информацию о том, что там происходит. Дуже дякую вам. Чухсагул нас. Ольга Скрипник була з нами на прямому зв'язку, засновник, експерт Крымской правозахисной группы. А тем временем на выходных в Стамбуле прошла встреча глав Турции и Украины. В начале разговор Реджеп Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским происходил тет-а-тет. Он длился 3 часа, а после президенты дали совместную пресс-конференцию и подписали совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. В ходе пресс-конференции президент Украины Зеленский выразил благодарность турецкой стороне за поддержку создания крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма России. Вот его прямая речь. Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату Кримська платформа, взяти участь у її інаугураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул принципиальную позицию Турецкой Республики в вопросе непризнания оккупации полуострова. Также Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что в текущем году в Украине начнется строительство льготного жилья для представителей крымско-татарского народа, которые после оккупации 2014 года были вынуждены выехать на материковую часть Украины. Для нас є сімейним історичним боргом підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. Я відчуваю велике задоволення бачити, що ми поділяємо з Україною спільну думку з цього приводу. У нас є проекти побудови житла і мечеті для наших братів кримських татар. У проекті побудови житла ми тільки що зробили конкретний крок. Сподіваюся, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок часу на шляху реалізації проекту побудови мечеті. С нами сейчас на прямой связи Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Пане Богдане, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас. Пане Богдане, как вы оцениваете визит президента Украины в Турцию? Какие важные аспекты в ходе этого визита, в ходе пресс-конференции вы бы отметили? Как вы считаете, какие подлинные причины этого визита? Ви знаєте, ми, мабуть, повинні говорити про певну передумову, яка відбулася до цього. Зокрема, кремлівські ЗМІ повідомили про те, що був дзвінок навіть Путіна Ердогану, де Путін розповідав, яка Україна погана, як вона там накопичує сили на Донбасі. Ну, мовляв, так чи інакше, Путін намагався схилити Ердогана до того, щоб Ердоган не співпрацював з Україною. Але ми повинні розуміти, що хто-хто, а президент Туреччини, він частіше більше проукраїнський, ніж окремі українські політики навіть. І тут деякі слова Путіна, мені здається, навіть недоречними були. Тому що мені сподобалося в цьому питанні, і що в принципі було прогнозовано, це участь Ердогана в так званій Кримській платформі. Тому хто з міжнародних політиків, а Ердоган би обов'язково взяв би в ньому участь, тому що ми розуміємо, що він послідовно захищає інтереси і кримських татар, і він послідовно відстоює інтереси Криму як частини саме України. Крім участі в Кримській платформі, які було оголошено, ви вже говорили про квартири, які Туреччина буде фінансувати для кримських татар. І водночас ми маємо звернути ще увагу на співробітництво в військовій сфері. Зокрема, йдеться про спільне виробництво байрактарів. Це безпілотників, які вже себе зарекомендували в бойових діях, і які вже фактично українська армія взяла на своє озброєння. Більше того, йдеться про те, що навіть ці байрактари будуть частково
забезпечені зброєю, частково забезпечені елементами українського боку, тобто українського виробництва. Це вже величезний поступ. Тобто ми не лише закуповуємо, але й беремо участь в розробці. Крім того, ми беремо участь в розробці військового флоту, і зокрема це йдеться про побудову одного з корветів. Тобто йдеться про те, що Туреччина буде нам послідовно допомагати у військовій сфері. Це однозначно. Крім того, мені здається, що досить таки однозначним сигналом, що після, наприклад, дзвінка Путіну, де він натякав Ердогану про конвенцію Монро, Ердоган, незважаючи на це, все-таки запустив військові кораблі Сполучених Штатів у Чорне море, і фактично це стало певною відповіддю тих же Сполучених Штатів, того ж НАТО на накопичення сил Російської Федерації біля кордонів з Україною. А как вы думаете, как вы все-таки думаете, связан ли этот визит с эскалацией ситуации на Донбассе? Ви знаєте, з ким, а з Ердоганом, мені здається, Зеленський зустрічається досить часто. Тобто, якщо я не помиляюся, двічі на рік з ним зустрічається. Тому навіть незважаючи на ескалацію на Донбасі, так чи інакше ця зустріч би мала відбутися. Тобто, ми бачимо дуже багато в рамках заседания стратегического совета, да, двух стран, если я не ошибаюсь, это было 9-е засідання. Так. Тобто дуже багато зустрічей відбувається, і навіть без тиску з боку Путіна ця зустріч би відбулася в будь-якому випадку. Але водночас, ми побачили, що дуже багато, наприклад, частини зустрічі, воно присвячено було не лише російської агресії, а воно було присвячено економічній співпраці Туреччини, України, співпраці в туристичній сфері. Тобто не лише військовій допомозі, не лише військовій співпраці, не лише політичній співпраці, але й економічній співпраці була присвячена ця зустріч. Тому я б не говорив би, що вона викликана була лише агресією Путина на Сходе. Вы правильно отметили, действительно, вопрос крымской платформы был на повестке дня во время визита Зеленского в Турцию, и Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою решительную поддержку создания этой крымской платформы. Какая будет роль Турции на саммите крымской платформы? Почему она важна? По-перше, Туреччина тут буде виступати як одним з локомотивів, який може підтягнути дуже багатьох лідерів. По-друге, ми маємо зважати на те, що Туреччина – це член НАТО, і представництво НАТО на цій платформі, воно також відіграє вагому роль. Третя важлива складова, яка стосується безпосередньо кримських татар, ми розуміємо, що Ердоган завжди захищав їхні інтереси, і його присутність на кримській платформі буде відповіддю фактично на ті притиснення, які на сьогоднішній момент здійснюються Російською Федерацією щодо мешканців Криму, і в тому числі щодо кримських татар, які відбуваються там. Тобто Ердоган, мені здається, він в будь-якому випадку буде присутній на кримській платформі, і це підвищить її рівень, і це стане, знаєте, своєрідним магнітом для того, щоб залучити інших лідерів, які не настільки, скажімо так, яскраво і прокримські відстоюють інтереси України в Криму. Тобто це буде певним локомотивом Ердогану для цієї платформи. Каким бы вы считали успешным результатом крымской платформы? Вот что, по-вашему, должно быть достигнуто на саммите, который приближается? Ви знаєте, я все-таки не хочу говорити про те, що про присутність там, не лише про присутність високих лідерів. Тобто в будь-якому випадку буде інформаційний вибух, і буде інформаційний вибух світового масштабу, який буде присвячений тому, що Крим – це Україна. Тому ми, по-перше, нагадаємо українцям про те, що Крим – це Україна, ми нагадаємо кримчанам про те, що Крим – це Україна, і ми нагадаємо всьому світові про те, що Крим – це Україна. Бо залучення такої великої кількості міжнародних лідерів, яка на сьогоднішній момент анонсується, воно все-таки дасть такий інформаційний вибух. І це буде безперечним таким ефектом від цієї кримської платформи. Друге – це документи, які будуть затверджені. На сьогоднішній момент я бачив стратегію повернення Криму. Будемо говорити відверто, це такий дуже загальний. Хотілося почути щось конкретніше. І третє, про що варто все-таки зупинити, якщо буде позитивом для України, це про те, що це буде не разова акція. Якщо ця кримська платформа спрацює не лише 23 серпня, якщо вона спрацює 23 вересня, якщо ми про її наслідки будемо чути в грудні цього року, в наступному році, і, умовно кажучи, вона вже буде демонструвати інтеграцію Криму назад в Україну, то це буде ефективніше, ніж просто якась зустріч 23 серпня просто перед
річниця незалежності України, Мгм. і просто підписання якихось документів, які, ну, на превеликий жаль, сучасні реалії показують, що навіть підписані документи досить часто вони не спрацьовують. Тому мені здається, що мотивація лідерів, які будуть присутні, а мотивація української влади до повернення найголовніші наслідки цієї зустрічі, яка відбудеться 23 серпня. Предлагаю підключити сейчас к нашому ефіру Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень АМЕС, історик. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Салям алейкум. Добрый вечер. На выходных состоялся рабочий визит президента Украины в Турецкую Республику. Вот как вы думаете, с чем он связан? Связан ли визит с эскалацией ситуации на Донбассе Украины, учитывая, что за день до этого Путин поговорил с Эрдоганом и пожаловался на Киев, сказал в том, что Киев провоцирует ситуацию на востоке Украины, или же все-таки это вот такой очередной визит Зеленского в рамках заседания стратегического совета двух государств? Ну, судячи по тому, судячи по підписаним документам, звісно, візит готувався раніше, хоча очевидно, що українська сторона, як мінімум, використала максимально поїздку для того, щоб отримати чіткі запевнення турецької сторони в підтримці і демонстрацію цієї підтримки для України є дуже важливим якраз в контексті ескалації, яка відбувається. Какие ключевые аспекты вы бы отметили в ходе этого визита? К чему пришли президенты? Ну, очевидно, що я би розглядав цей візит і документи, які підписані, як черговий етап, оскільки ключовим, звісно, є зона вільної торгівлі, і оскільки у нас ще поки що ми лише наближаємося до цього, то це такий відкладена перспектива. Але разом з тим, звісно, не можна не відзначити документи, які підписані були, які пов'язані з кримськотатарським питанням. Можна звернути увагу, наскільки для президента Туреччини і президента Ердогана це питання важливе, наскільки він багато приділяє цьому уваги. Ну і очевидно також, що кримське питання не може бути розглянуто без контексту, поза контекстом кримських татар. Тобто очевидно, що в даному випадку українська сторона зробила все для того, щоб привернути увагу Туреччини щодо порушень прав людини, щодо положення ситуації з кримськими татарами на окупованому півострові. Ну і, власне, про мілітаризацію півострова в контексті перекидання на півострів підрозділу Російської Федерації. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чухсагол нас Ігор Семиволос був з нами на прямому зв'язку, директор Центру близькосхідних досліджень АМЕС, историк. Но мы несколько раз уже упоминали Донбасс. Я бы хотела перейти к этой теме и продолжить ее обсуждение, учитывая, что на Донбассе продолжает сохраняться напряженность. Сегодня на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов оккупационных боевиков погиб еще один украинский военный. Напомню, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хамчак сообщил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021» стягивает со всей своей территории тактические группы к восточным границам Украины. Украинская разведка же, в свою очередь, сообщила об увеличении ударных группировок России возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Вот его цитата. Це пов'язано з нарощуванням і активними заходами бойової оперативної підготовки російських військ біля українського кордону. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти України. В свою очередь, сегодня стало известно, что Россия отказалась представлять Украине информацию о причинах стягивания своих войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление России на Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. Вот их цитата.
На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ. К нашему эфиру присоединяется Олександр Коваленко, військовий експерт, політичний оглядач. Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Пане Александре, как вы оцениваете вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины? Зачем сейчас Россия стягивает к границам Украины своих военных, свои войска? Ну, на сегодняшний день есть только две версии, почему это происходит. Первая – это более такая оптимистичная, это игра мускулами для получения определенных политических дивидендов, профитов, оказания банально даже шантажа на международное сообщество подобным образом. Ну и менее оптимистичная, а более пессимистичная – это, безусловно, то, что Российская Федерация готовится к осуществлению интервенции на территорию Украины, причем если даже говорить об ограниченном сухопутном контингенте, который будет использован при этом, я именно делаю акцент на ограниченный сухопутный контингент, потому что полномасштабная операция как таковая, она подразумевает задействование ВКС РФ, она задействование подразумевает ВМФ РФ и так далее, других частей и видов вооруженных сил Российской Федерации, вплоть до ракетных войск стратегического назначения. Так вот, если говорить непосредственно об ограниченном даже сухопутном контингенте, очень высокий риск, что Российская Федерация готовится выходить из привычного для нее гибридного формата, поскольку, как вы прекрасно знаете, в 2014 году именно в гибридном формате осуществлялась интервенция, без шевронов, без опознавательных знаков и при абсолютном непринятии российской стороной того факта, что она является стороной конфликта. Сейчас это все может измениться, и об этом говорит, например, тот момент, что Россия бесцеремонно, я бы даже сказал нагло, нарушает основные международные акты и нормативы, которые она должна выполнять, и которые ее бы сдерживали на пути агрессии, именно в рамках агрессии, ну, грубо говоря, официальной. Плюс очень такой показательный момент, а именно то, что было зафиксировано, что Каспийская флотилия российского ВМФ перебрасывает через Дон свои десантные катера. В частности, речь идет о средних десантных катерах проекта 11770 и десантных катерах проекта 1176 и 21820, которые позволят на Черноморско-Азовском плацдарме осуществлять, допустим, десантирование сил и средств в количестве не менее 700 человек. То есть Россия даже рассматривает вариант десантирования как таковой, и это настораживает ничуть не меньше, чем, например, скопление сил и средств у границ Украины вдоль той же самой неконтролируемой границы. В случае, если будет такая интервенция, куда пойдет Россия? В какой регион, в какую часть? Очень сложный вопрос и очень сложно прогнозировать, потому что на самом деле, что на уме у российских лидеров на сегодняшний день, именно я говорю лидеров, потому что нельзя сейчас единолично Путина называть как верховный главнокомандующий Российской Федерации. Это на сегодняшний день политическая система в России, она представляет собой такую сборную солянку элит, которые собой представляют те или иные силовые структуры. Собственно, если говорить о стратегии дальнейшего движения, ну, например, у марионеточного правительства, так называемого ДНР, имеется как минимум 3 письма на сегодняшний день, лично у Дениса Пушилина, по данным разведки. Имеется 3 письма, которые адресованы на имя Владимира Путина, в которых он просит принять в состав Российской Федерации так называемое ДНР. Ну или оказать военную помощь.
и оказать военную помощь в том числе. Но тут очень важен интересный такой момент, а именно то, что зачастую используется термин «Донбасс», а как мы знаем, Донбасс — это отнюдь не менее 50% Донецкой области и Луганской области, которые являются оккупированными, а Донбасс — это целиком вся Донецкая область, Луганская область и часть Днепропетровской области. То есть фактически, если они оперируют именно такой терминологией, то можно себе описать примерные их планы. Кроме того, есть еще один такой вариант, связанный уже непосредственно с оккупированным полуостровом Крым и проблематикой его водоснабжения, который в первую очередь становится проблемой не столько уже для правительства Российской Федерации, заботящегося якобы, да, о том населении, которое проживает на оккупированной территории, а в первую очередь это проблема тех сил и средств вооруженных сил российских оккупационных подразделений, которые размещены на полуострове, потому что основная часть всей той воды, которая предназначена для гражданского населения, всех водных ресурсов, направляются на новые войсковые части, на новые военные базы и на обустройство жилья для военных, которые там размещаются. И вот эта проблематика обеспечения водой, водоснабжения оккупированного полуострова, она до сих пор актуальна, и она не просто даже актуальна, она с каждым днем становится наиболее острой и представляет собой прямую угрозу тому военному контингенту, который размещен на полуострове. То есть вы считаете, что Россия может попытаться пробить коридор к Днепру и открыть воду через Северокрымский канал в оккупированный Крым, правильно? Этот вариант абсолютно не исключается, особенно с учетом того, что мы можем видеть, что помимо материковой границы Украины, где скапливаются силы и средства вооруженных сил Российской Федерации, идет интенсивная переброска сил и средств, в том числе и на оккупированный полуостров. И вот буквально сегодня вечером была зафиксирована переброска к границам с материковой Украиной эшелонов, на которых присутствовали системы РЭП, радиоэлектронной борьбы, Инфауна и Борисоглебск-2. То есть Борисоглебск принят на вооружение российских войск в 2013 году. То есть это достаточно современные системы РЭП. То есть Россия планирует уже, можно так сказать, осуществлять подавление работы наших систем связи и не только с территории оккупированного полуострова Крым. Но, что очень важно, у некоторых из этих систем, которые были зафиксированы на эшелонах, замазаны технические знаки и номера. Прошу прощения, тактические знаки и номера, что тоже как бы является недвусмысленным намеком о дальнейшем их предназначении и задействовании. Пане Олександре, вот правильно ли я понимаю, ситуация выглядит действительно очень тревожно, потому что с 2015 года вот такого масштабного стягивания российских войск к границам Украины с разных частей, это и Беларусь, это и восточная часть Украины, это и оккупированная территория Крым, то есть юг, такого не было, правильно? Совершенно верно. То есть всегда угроза как таковая, она присутствовала. Мы всегда могли видеть переброску сил и средств на протяжении многих лет. Но настолько интенсивная и масштабная переброска сил и средств вооруженных сил Российской Федерации наблюдается именно в этом году. Последний раз можно было заметить, скажем так, настолько серьезное движение российской армии по всей территории Российской Федерации в 2014 году, накануне вторжения в Украину и непосредственно уже в процессе горячей фазы конфронтации, и в 2015, когда этот уровень конфронтации еще поддерживался. Поэтому действительно есть чего опасаться. Это так. Пане Богдане, вы с нами? Да, да. Да, пане Богдане, как вы считаете, действительно, что происходит? Это игра мускулами, как говорит пан Александр, в случае позитивного сценария, или же реально Россия готовит полномасштабное вторжение в Україну? Ну, ви знаєте, перед тим, як дати відповідь, ми маємо розуміти, що Росія пропрацює всі варіанти, і будь-яка стратегія в неї вже пропрацьована, починаючи від військового вторгнення і закінчуючи просто грою мускулів. Як на мене, все-таки треба схилятися до того, що це відбувається гра мускулів, тому що
По-перше, перед тим, як здійснювати вторгнення на територію України, тобто продовжувати агресію, бо ми ж говоримо зараз про продовження агресії, Росія мала б розпочати інформаційну війну на території України, в тому числі для того, щоб схилити частину українців на тих територіях, які вона планує окупувати, на свій бік. Ну, це головне завдання на сьогоднішніх боях. Як на мене, і пан Олександр, до речі, про це почав говорити, тут ще варто враховувати міжнародний аспект підняття ставок самим Путіном. Мені здається, що це відбулося після заяв якраз і Байдена про те, що Путін вбивця, і враховуючи таку складову, як необхідність підняти ставки перед тим, як потім дійсно дійти до якоїсь згоди. Тобто зараз вони піднімають ставки, потім Путін, умовно кажучи, робить це як компромісом з свого боку, відводить війська, а Байден, відповідно, йде на поступки на якісь... Ну, а, например, на какие преференции может рассчитывать Путин? Можливо, на зняття санкцій, можливо, на те, що будуть скрізь пальці дивитися на якісь там російські дії в Сирії. Ну, в будь-якому випадку на преференції, що стосується Північного потоку, точно дивитися не будуть Сполучені Штати. Крім того, ми маємо враховувати, що військовий тиск – це фактично єдиний тиск, на який на сьогоднішній момент здатна Російська Федерація для того, щоб схилити українську владу до певних поступок на бік Російської Федерації, на прийняття її умов. Це теж треба враховувати. І підведення таких військ може бути одним з елементів такого тиску на Україну. Але знову ж таки, я повторюся з того, що я почав, з того, що Росія має декілька варіантів, і всі стратегії ці прораховані, в тому числі, я гадаю, що в них десь лежить папочка, яка буде називатися стратегія про продовження вторгнення в Україну. Але водночас ми завжди маємо розуміти складну ситуацію в Російській Федерації і розуміти те, що Росія після того, як вона введе війська в Україну, бере на себе зобов'язання утримувати додаткові окуповані території, а на сьогоднішній момент це фактично непосильна ноша. І тут складова ще одна відкривається – це внутрішня ситуація. Внутрішня ситуація в Російській Федерації, де росіяни починають зосереджуватися на внутрішньому порядку денному, і такі військові дії чи загрози військових дій мають перезосередити їхню увагу. Тобто, мовно кажучи, зараз для росіян питанням номер один є коронавірус, нездатність російської влади повністю зосередитися на ньому. І, відповідно, там якісь бойові дії чи пошук терористів, у тому ж, до речі, Криму, вони можуть стати просто засобом відвернення уваги від внутрішнього. Крім того, це засіб відвернення уваги для людей, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Тобто, оця постійна загроза війни, постійна загроза вторгнення України на Донбас для частини населення є виправданням того, що вони проживають значно гірше, ніж, умовно кажучи, проживають ті люди, які проживають росіяни на території Ростовської області, і гірше навіть, ніж проживають українці на територии Донецкой и Луганской областей, які контролюються Киевом. Сегодня стало известно, что во время своего визита на Донбасс в интервью журналистам CNN президент Украины сказал, что Украина готова к вторжению России на нашу страну, в Украину. Пане Олександр, это так? Мы действительно готовы? Предположим, завтра Россия высадит свой десант в Одессе, начнет интервенцию с Востока, с Крыма. Что будет делать Украина? Мы готовы к этому, мы готовы дать отпор. Гульсума, это, знаете, такой же самый сложный вопрос, например, как и будет это как таковое вторжение или нет. Игра мускулами это или на самом деле готовится проект оккупации новых территорий Украины и непосредственно будет реализован. А готова ли Украина к вторжению со стороны Российской Федерации? Все зависит в первую очередь от того, какие силы и средства будут при этом задействованы. Если речь идет о неполномасштабном вторжении, потому что на сегодняшний день, если говорить о полномасштабном конфликте, то против Российской Федерации могут противостоять считанные страны в мире. В частности, это Соединенные Штаты Америки, это Китай. Так вот, если говорить не о полномасштабном вторжении, а непосредственно ограниченный сухопутный контингент, то мы уже такое вторжение остановили в 2014 году. Проблематика заключается еще в том, что... Да, но мы остались с оккупированными территориями. В принципе, сейчас может то же самое произойти. Будут оккупированы какие-то территории, и в каком-то моменте, на какой-то точке мы остановим.
Действительно, тогда были оккупированы территории, но тогда был еще один очень важный момент, на который следует обращать внимание. Украинская армия по состоянию на 2014 год представляла собой довольно-таки, мягко говоря, тщедушное зрелище, потому что на протяжении четверти века она планомерно уничтожалась, разграблялась и не приводилась в полноценное боевое состояние, в полноценную ее милитарная составляющая попросту нивелировалась, особенно в период президентства Виктора Януковича. Это был фактически полная фиаско и деградация как таковая. И даже несмотря на это, мы смогли остановить страну, которая по ряду рейтинговых позиций считается страной со вторым в мире милитарным составляющим. Если говорить об ограниченном сухопутном контингенте России как таковой в целом, то это по сравнению с украинским потенциалом абсолютно несопоставимые вещи. Например, если говорить о соотношении танков, то на сегодняшний день у Российской Федерации в строю более 3500 танков модификации Т-72, Т-80, Т-90. И это не учитывая даже того момента, что у нее более 10 тысяч единиц танков находятся на хранении и консервации, которые могут быть выведены из этого состояния. Это просто несопоставимые цифры с тем потенциалом, который есть у Украины. Но при этом у России, так же само, как и у любой другой страны в мире, есть определенный психологический порог и предел, через который она не будет в рамках того или иного конфликта переходить, потому что это будет предел. Например, мы могли видеть на протяжении последних более чем уже 1,5 месяцев, да, как Российская Федерация через всю свою необъятную страну 1/9 суши перебрасывает технику и военнослужащих границам Украины. Но при этом у самой Российской Федерации другие ее рубежи оголяются. Она не может полноценно обеспечивать безопасность на всей своей территории. И это прекрасно понимают в Москве. И в Москве прекрасно понимают и то, что если они предпримут подобного рода авантюру в Украине и повторят вторжение ограниченным сухопутным контингентом, они потеряют львиную долю своей дееспособной техники, боеспособной техники и боеспособных подразделений живой силы. То есть фактически Российская Федерация останется с оголенными границами на тех или иных рубежах, чем вполне могут воспользоваться ее как потенциальные, так и гипотетические противники. И этого так же само боятся в Кремле, а если быть точнее, в Новоогарево, как и в принципе, как таковое поражение от конфронтации с Украиной. Пане Богданов, представители самопровозглашенных республик говорят, что в случае обострения или атаки на них они рассчитывают на помощь России. А на что может рассчитывать Украина? О своей поддержке уже высказали Соединенные Штаты Америки, высказалась Великобритания и другие европейские страны. Но в чем будет заключаться эта поддержка в случае военной интервенции? Что будет? Поможет ли нам НАТО? Помогут ли нам наши западные партнеры? Чем они нам помогут, кроме выражения обеспокоенности и призывов к сохранению спокойствия? Ну, ви знаєте, дуже складне питання, тому що я думаю, що НАТО так само не зацікавлено у військових діях проти Російської Федерації, як і Російська Федерація проти НАТО. Тому мені здається, що, по-перше, тут ще питання, чи Росія піде, і тут це дійсно дискусійне питання. А от чим нам допоможуть, то крім озабоченості, звичайно, хотілося б розраховувати на те, що вони нам допоможуть якось військово. Але, як показав досвід 2014 року, найбільше на кого доведеться покладатися українцям, це, власне, на самих українців. І найбільше на кого нам доведеться покладатися, це на наше населення. Тому і, мабуть, це і розуміє Путін, який не буде вторгуватися в Україну, тому що він розуміє, що чим далі на схід він буде йти від Донбасу, і чим далі на північ він буде йти від Криму, тим більше буде спротив саме місцевого населення, і тим більше місцевого населення будуть вважати російські війська, які заходять туди, окупантами. І тим більше буде, по-перше, спротив, а по-друге, руйнування, яке необхідно буде підтримувати. Тому 99% нашого спротиву – це буде спротив України. Якщо від Заходу, на що ми можемо реально розраховувати на сьогоднішній момент, це на якусь там військову допомогу в техніці, не на значну, і напевно, допомогу в політичному, міжнародному аспекті, де там будуть санкції накладатися, де Росії будуть обмежуватися, де з Росією будуть, скажімо так, воювати економічними якимись методами, а не військовими.
Дякую вам дуже, пане Богдане. Чохсагол, у нас Богдан Петренко був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Українського інституту дослідження экстремизму. Завтра министр иностранных дел Украины Кулеба отправится с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північно-Атлантичним альянсом, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Пане Александре, как вы считаете, что мы получим после этой встречи, после этого визита Кулебы в штаб-квартиру НАТО? Да, собственно, то, что, на мой взгляд, мы получали на протяжении всех этих лет. Вот даже Обеспокоенность, поддержка территориальной целостности, суверенитета, что еще? Я не могу это назвать обеспокоенностью и встревоженностью, поскольку от НАТО Украина, от стран-членов НАТО достаточно многое получила за минувшие года. В частности, это как оружие, так и техника, так вплоть и до того, что наши военнослужащие лечились в больницах стран-членов НАТО, ну, например, в той же самой Германии, в которую вылетали борты Люфтваффе, прилетали в Украину, забирали наших раненых, тяжело раненых военнослужащих, и они проходили лечение в Германии. На сегодняшний день этот визит и как таковые переговоры — это лишь подтверждение заверений наших западных партнеров о том, что они поддерживают Украину. А вот чем они поддерживают? Ну, давайте просто-напросто откроем доступный абсолютно всем такой ресурс, как Flight Radar, и посмотрим, сколько за последнее время в Украину было бортов военно-транспортной авиации стран НАТО. Достаточно часто они летают как во Львов, так и в Киев. Что непосредственно они привозят, что на борту этих самолетов, ну, это уже другой вопрос. Ну а вот, пане Александре, все же, как вы считаете, в случае полномасштабного вторжения в Украину, в случае этой интервенции, возможной этой угрозы, о которой говорят сейчас и в разведке Украины, НАТО заступится за Украину? А у НАТО нет никаких оснований заступаться за Украину. Да, конечно, НАТО может пойти против своей 5-й статьи, которая подразумевает непосредственно защиту членов Альянса. Как, например, это было в свое время с ФРГ, когда Федеративная Республика Германия была принята в состав НАТО при наличии, по сути, оккупированной территории в виде ГДР. Можно сказать так. Вот есть определенные нюансы, есть определенные, скажем так, исключения. Но для того, чтобы защитить Украину от масштабной агрессии со стороны Российской Федерации, особенно если эта агрессия будет носить официальный характер, о чем я тоже упоминал, любая страна, член НАТО, может выразить свою позицию самостоятельно. Готова ли она в той или иной степени помогать Украине? Хотя, по моему убеждению, солдаты НАТО в Украине как не воевали, так не воюют и за Украину не будут воевать. Мое убеждение таково. Как изменится эта То есть ситуация? спасение утопающего – это дело рук самого утопающего, правильно? Ну, нельзя же так сказать, потому что, смотрите, утопающий – это человек, которому нужен спасательный круг. Для Украины спасательным кругом, например, являются высокотехнологичные виды вооружений, которые к нам поставляются нашими партнерами. Ну, упомяну, пожалуй, притчу во языцах, это противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», которые на сегодняшний день являются одними из самых совершенных, и нету того танка, который бы на вооружении Российской Федерации, который был бы неуязвим для такого противотанкового комплекса. Помимо всего прочего, регулярно проводятся в воздушном пространстве Украины разведывательные миссии странами-партнерами нашими, в том числе НАТО. Это и вы можете регулярно наблюдать полеты возле линии фронта, по линии фронта на Донбассе, а также возле оккупированного полуострова Крым, это и Global Hub.
беспилотные разведывательные аппараты, это и разведывательные самолеты «Посейдон» и так далее. То есть мы получаем развединформацию, мы получаем вооружение и технику на случай критической ситуации. Но получать, грубо говоря, военнослужащих НАТО, да, ну я не вижу в этом смысла на данный момент. Тем более, что Российская Федерация, опять же, как я говорил, она в 2014 году не смогла ограниченным сухопутным контингентом захватить Украину, как она планировала, от Харькова до Одессы. Мгм. Но это ничтожная эта территория, которая она... Это очень прискорбно, что ей удалось захватить полуостров Крым и часть Донецкой и Луганской области. Но, тем не менее, это на самом деле минимум от того, что она могла на самом деле захватить по своим планам. А сейчас, когда украинская армия за последние года значительно отличается от того, чем она была в 2014-м, значительно более оснащенная и выученная, я не думаю, что настолько авантюрная миссия завершится для Москвы, ну, скажем так, какой-то маленькой, скоротечной, победоносной войнушкой. Отнюдь. Это, мне кажется, будет очень серьезное для нее просчет и потери. Давайте подключим к нашему эфиру Андрея Шкіля. Он с нами сейчас на прямой связи. Народний депутат України 4, 5, 6 скликань, політичний аналітик. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю, Руслан. На днях Владимир Зеленский сказал, что единственным путем для завершения войны на востоке Украины является вступление Украины в Североатлантический альянс. На что в Кремле отреагировали резко и сказали, что наоборот, это усугубит ситуацию на востоке Украины. Вы согласны? З тим, що заявив Зеленський, абсолютно згоден. А с тем, что заявил Песков? Ну, это угроза. Песков, ні, я з ним не згоден, але нічого іншого заявити не можу. Тому що головна лякалка, головна страшилка Заходу, тобто чим лякають посполитого мешканця Росії Заходу? Що чим він страшний? Тому що НАТО прийде і поставить в Харкові, чи в Києві, чи на хуторі Михайлівському ракети, які прямою наводкою можуть бити по столиці Москві, чи по якихось інших, чи по Воронежу, наприклад. Тобто це страшна частина Заходу, і з цією страшною частиною треба лякати. Трошки так з примруженням ока лякають різними іншими речами, типу мультикультуралізмом, одностатевими шлюбами. Це також погано для скрепної Росії. Це частина, чим лякає Росія своїх громадян, для того, щоб вони все ближче і ближче підходили до замку, який є в облозі, і підтримували шефа цього замку, який цього темного лицаря чи якогось там іншого, неважно якого, вже блідого лицаря, який керує процесом. Тому по обидвох сторонах є їхня правда, але тут головна все одно ж головна існуєш посередині завжди. Так, десь. В цьому аспекті дуже для мене важливо, що цю цитату, яку Олександр процитувала французьке видання, французька газета «Ліберасьон». І це дуже важливо. З чистим, якісним коментарем, зрозумілим. Тобто французька сторона, потім подібну статтю разом з інтерв'ю з Кулебою зробила газета «Le Monde». Тобто це видання, яке практично підтримувало президента Макрона у його виборчій кампанії, і їхні погляди на світ і на французьку внутрішню політику і на зовнішню політику співпадає. Тобто це фактично газета, яка висловлює позицію оточення Макрона. Також дала колосальну статтю про це. Тобто, що це значить зараз, в принципі, ці сигнали? Це означає, що з тих двох головних держав, які були проти вступу України в НАТО, Франція і Німеччина, лишилась тільки Німеччина. Це французькі двері для України відчинені. Тому був запрошений президент Зеленський. Звичайно, частиною того запрошення швидкого було те, що Макрон зрозумів, і Єлисейський палац, скажімо так, зрозумів, що не запрошення президента країни, про котру говорили троє інших президентів, скажімо так, не комільфо, не гарно виглядає. Тому йому за цей, умовно кажучи, з ним за це розраховується візитом. Але цей візит, сам візит, і подальша інформація про те, що президент Макрон буде мати візит до України, свідчить про те, що двері французькі відкриті. Заходьте, скористайтесь, і, в принципі, Україна буде мати найголовнішого представника Європейського Союзу серед своїх союзників. Чому найголовніше? Тому що Франція є єдиним членом ЄС з ядерною зброєю, з потужним флотом, з авіаносцями, з доброю вишколеною армією, яка постійно має
військові випробування, ну скажімо, вагнерівців. Средства массовой информации в Украине сообщают, что, возможно, на этой неделе состоится визит президента Украины во Францию, в Париж, для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вот многие аналитики называют Макрона чуть ли не главным лоббистом в Европе, путинским лоббистом в Европе. Так ли это действительно? Вот чего ожидать от их встречи? И в случае широкомасштабного наступления России в Украину, какая будет реакция Франции, какая будет реакция Европы? Я вже казав, що запрошення Зеленського – це відкриття дверей. Тобто його запрошують не просто до президентського палацу, не просто на розмову. Це запрошують Україну після розмови Зеленського з Путіним. І говорити, ну, давайте не будемо ображати нікого, називаючи лоббістом. Ніколи не буде жоден персональна людина не буде лоббістом Путіна. Це трошки не той фасон, не той рівень ситуації, скажімо, в Європі зараз. Ставлення до Росії, зокрема, тим паче до Путіна. Ні. Елементи, скажімо, такої спеціального ставлення до Путіна, вони з боку Макрона. Вони були пов'язані з тим, що виборча кампанія. За рік починаються вибори в Україні, у Франції. Головним конкурентом, ну практично єдиним конкурентом Макрона є Марін Ле Пен, яка є не лобістом, а людиною, яку фінансує Кремль. Ви розумієте, це дві великі різниці. І вона має достатньо широку електоральну підтримку у Франції. Тут нема що приховувати, так частина французів дивиться на Росію як на таку країну природнього союзника Франції, Антанта, білий емігрант і так далі. Тобто це така частина романтично-політична, вона трошки перемішана. Люди, які розуміють, що таке реал-політик у Франції, вони дивляться на Київ значно уважніше, ніж на Москву. Вони розуміють, що безпека в Європі важливіше будь-яких дружніх стосунків з Росією. І що безпеку в Європі не можна розв'язати з допомогою добрих стосунків з Кремлем. А треба забезпечити безпеку головної небезпечної європейської країни, яка перебуває в небезпеці, це Україна. Тому не були віддані Містралі. Давайте порівняємо дві країни – Німеччину і Францію. Два Містралі кораблі не були віддані Росії, повернені за контрактом. Франція виплатила достатньо великі репарації за це. Уявіть собі, якби в два цих Містралі було б, фактично 4, тому що два би збудували Росію достатньо швидко, були б зараз на озброєнні Росії. І Німеччина, яка, попри все, будує Північний потік. І пані Меркель заявляє, ані смерть, ані ув'язнення Навального, ані війна проти України, ані будь-які бойові дії проти України не змінять позиції, залізобетонної позиції Німеччини щодо підтримки будівництва Північного потоку-2. Тому, я думаю, головний лобіст за інше, якщо так можна назвати пані Меркель, за іншою адресою живе. Але я думаю, подібні заяви Меркель пов'язані не стільки з проросійськістю позиції самої Меркель, а скільки з таким самим електоральним полем, який є і у Німеччині. Тобто і ліві крайні, і праві крайні, вони зорієнтовані на Москву. Не знаю, чи їх там підфінансовують, чи ні, але тим не менше вони зорієнтовані туди. І в боротьбі з ними вона також це заявляється зараз, готуючи місце своєму наступнику. І плюс вона менш обережна в оцінках Кремля, менш обережна в лояльних оцінках Кремля, бо вона вже йде на пенсію, тому вона вже, ну скажімо так, не зобов'язана, заявляючи щось одне, думати про свою персональну відповідальність. Про відповідальність Німеччини, думаю, вона постійно в курсі. Тому даруйте, зараз просто цей візит, він відбудеться. Цей візит є дуже важливим для розвитку стосунків не просто Київ-Париж, не просто член нормандської групи нормандського формату з іншим членом групи нормандського формату. Це діалог між Україною і ЄС, між Україною і НАТО. Це діалог про майбутнє України і в НАТО, і в ЄС. Якщо Україна заручиться такою ж підтримкою, наприклад, як Румунія заручила свого часу від Франції, все станеться, як планує, скажімо так, Україна. Тобто і про членство в НАТО, і в ЄС. Франція дуже надійний партнер і дуже стабільний в цьому плані. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагумус Андрій Шкілля, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вот о чем подумала и хотела у вас спросить вашу точку зрения. Вот как вы думаете, что заставило Зеленского пойти на такую трансформацию от человека
пацифиста, который пытался увидеть мир в глазах агрессора Путина, к человеку, который, к президенту, который сейчас говорит, что единственным путем завершения войны на Донбассе является вступление Украины в Североатлантический альянс. Вот заметили ли вы такую трансформацию, изменение этой риторики, или же я ошибаюсь, по-вашему? Ну, эта трансформация, она была сама по себе буквально, предсказуемо, я бы даже так сказал. Почему? Потому что одно совершенно дело, когда ты в формате достаточно наивного такого абсолютизма и даже идеализма веришь в то, что можно решить глобальные проблемы с одним из ведущих тиранов в мире путем каких-то достаточно простых переговоров, таких. А совсем другое, когда ты сталкиваешься с этим непосредственно. Кстати, непосредственно с Путиным впервые Владимир Зеленский встретился в рамках нормандского формата и смог именно тогда попробовать в его глазах поискать немного мира. Одно дело, когда ты выполняешь определенную какую-то роль на сцене, да, как актер, а совсем другое дело, когда ты занимаешь пост, от которого зависит, ну, не только судьба твоя или твоего сценического коллектива, а в целом зависит судьба страны. И опять же, не только страны, потому что Украина, как бы это, конечно, не звучало, но на сегодняшний день является действительно буфером безопасности для всего Европейского Союза. Поэтому это уже ответственность большая, нежели просто ответственность как человека, ответственного там за узкий круг людей. Это уже речь идет о миллионах. Поэтому эта трансформация вполне, на мой взгляд, очевидная. И тем более, что за прошедшие 2 года, грубо говоря, имеется определенный опыт уже у Владимира Зеленского как президента Украины, как человека, общавшегося на международной площадке, который принимал участие в определенных геополитических, скажем так, разыгровках, которые имели место быть за этот период. И даже сейчас мы можем видеть на то, насколько действительно выверенно был проведен его визит, скажем, по странам Ближнего Востока. Сначала президент посетил Катар, а затем посетил Турцию. И многие до конца понимают на самом деле, насколько важна такая последовательность. А ведь Катар — это в первую очередь ближайший в регионе партнер Турции. И фактически эти 2 страны можно расценивать как единое целое в отношении внешней политики как таковой. Кстати, борты из Катара тоже периодически летают в Украину, и на этих бортах, опять же, груз с маркировкой турецкой. И мы понимаем прекрасно, что это отнюдь не мандарины, апельсины и гранаты, а совсем другого характера, скажем так, товар. И поэтому, на мой взгляд, как сама трансформация, так и дальнейшие действия, они будут демонстрировать только то, что, ну вот этот наивный абсолютизм, он исчез. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсал у нас Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, політичний оглядач. А к нашему эфиру сейчас присоединяется Игорь Яковенко, российский журналист. Пане Игорю, витаю вас, селям алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с простого, но очень важного вопроса. Хотят ли русские войны? Готов ли на это сейчас идти Путин? Ну, русские разные. Путин, безусловно, хочет войны. Путин очень любит воевать, и, в общем, это его жизнь. Безусловно, это основа. На этом он пришел к власти на Второй Чеченской войне. И, собственно говоря, благодаря этому он удерживается у власти так долго. Но ситуация, конечно, такая сейчас, что настоящая полномасштабная война, суть которой заключается просто во вторжении российских войск на территорию Украины, это будет, безусловно, концом путинского режима, и после этой войны он поедет в Гаагу. Ну или трибунал над ним будет осуществляться где-то в другом городе. Но для Путина очень важно сейчас вот эта вот провокация, для Путина очень важно сейчас вот это вот устройство этой демонстрационной угрозы
по отношению к Украине и в отношениях с Байденом, и в отношениях с Европой. И попытка таким образом обратить на себя внимание для того, чтобы добиться все-таки достройки Северного потока-2, ну и, кроме всего прочего, решить какие-то внутриполитические проблемы. Мгм. Поэтому вот эта вся концентрация ржавого железа у границ Украины, она и происходит. Но проблема заключается в том, что сама по себе концентрация вот этого вот большого количества вооруженных сил, она является, безусловно, опасной. Вот это вот ружье, которое там, вот эти пушки, которые приближены к границам Украины, они, в общем, иногда начинают работать сами по себе. Поэтому угроза войны, конечно же, есть. Я надеюсь, что она все-таки невелика, но такая угроза есть. То есть вы больше склоняетесь к тому, что вот сейчас идет такая игра мускулами, и Путин таким образом пытается тестировать Запад, тестировать администрацию президента США. Ну, не только На администрация президента США, да, безусловно, не только администрация президента США, но и руководство Украины, и Европу. То есть, на самом деле, он пытается таким образом, ну, обратить на себя внимание, значит, добиться каких-то внешних и внутриполитических успехов. Это вне всякого сомнения. Другой вопрос, еще раз говорю, что вся эта история может привести ну, может теоретически привести к катастрофе, поскольку там начинают уже все эти вооруженные силы, они уже начинают работать сами по себе. От случайного столкновения никто не гарантирован. Мгм. А чего, как вы думаете, вот какая цель, чего хочет добиться Путин сейчас этим шантажом? Возможно, о каких политических преференциях может идти речь? Ну, вне всякого сомнения, прежде всего, это экономические какие-то успехи. Во-первых, он хочет, ну, понимаете, у него человек ходит сейчас с клеймом убийцы на... То есть вот после вот этого вот слова «убийца» человек вот ходит в таком состоянии. У него, естественно, есть задача стать собеседником, заставить с собой разговаривать, заставить вступать с собой в какие-то переговоры. Само по себе это достаточно важная задача для него выйти из этой изоляции, которая наступила для него после вот этого вот клейма убийц. Это первое. Второе, безусловно, экономические все истории, связанные с Северным потоком-2. Третье – это создание некого патриотического, в кавычках, воодушевления внутри страны перед выборами. Ну, в какой-то степени это вот утопить вот в этой патриотической, псевдопатриотической истерии проблему Навального. Это тоже важная история, потому что это как гвоздь у него внутри России существует. Поэтому целый ряд комплекс мер. Я понимаю прекрасно, что для Путина вот это вот его мечта, значит, о том, чтобы Украина стала сателлитом России. Это мечта, которая есть, остается, она никуда не денется у него никогда. Из его головы Украину вынуть невозможно. Но, на мой взгляд, вероятность того, что он сейчас хочет принять решение этой проблемы силы, с моей точки зрения, это настолько невозможно, что я думаю, что в окружении Путина там есть какое-то количество людей, которые давно ему каждый день говорят: срочно давай, начиная атаку на Украину, присоединяй ее, присоединяй Донбасс, присоединяй Луганск. Это такое количество безумцев, ну, так же, как есть большое количество людей, которые ему предлагают отказаться от доллара, предлагают заморозить окончательно цены и так далее. То есть, ну, в общем, на самом деле его окружение очень разное. Ну вот такая полномасштабная война вряд ли возможна без одобрения россиян. Вот дадут ли россияне этот карт-бланш Путину? Или это не имеет значения? Нет, вот это, понимаете, вот это как раз иллюзия. На самом деле россияне здесь вообще, россияне не субъектны. Вот, Гульсум, это то, что вы сейчас только что сказали, этого нет совсем. И на это нет оглядки тоже совсем. Вот в Кремле никто не думает, вот с утра никто не встает и не думает, а что там россияне, они дают добро там на пенсионную реформу, дают ли они добро на
так сказать, изменений, на поправки Конституции. Дают они добро на то, чтобы был оккупирован Крым или там отравлен Навальный или еще на то, чтобы вмешаться в американские выборы. Нет, вот этой проблемы вообще не существует, потому что россияне, как население, как популяция, как там 140 миллионов человек, они не субъектны. И Кремль это хорошо понимает. За 21 год правления Путина проблема россиян как субъекта политики решена в значительной степени полностью. Сейчас мы видим, как трансформировалась риторика президента Украины Зеленского с человека, который говорил о том, что он увидел мир в глазах Путина. Сейчас он превратился в человека, который говорит, что единственным путем решения войны на востоке Украины является вступление Украины в Североатлантический альянс. Вот стала ли такая трансформация Зеленского неожиданностью для Кремля? Ну, я думаю, что это вполне логичная трансформация, что такое произошло. Но она, естественно, привела к тому, что Зеленский, вот так сказать, в российском телевизоре сейчас Зеленский стал намного хуже, чем был Порошенко. То есть постоянный тренд на то, что Зеленский это хуже, чем Порошенко. Это постоянно повторяется. Это, так сказать, ненависть к Зеленскому, она превышает ненависть к Порошенко. На сегодняшний момент это так. А с кем сложнее Путину? С Порошенко в 2014-2019 или сейчас с Зеленским, как думаете? Ну, я сейчас не могу, так сказать, настаивать на своих субъективных оценках. Я думаю, что с Порошенко ему сложнее было. С Порошенко ему было сложнее, потому что все-таки, ну, опять-таки, это мое субъективное ощущение. Надо все-таки, чтобы на это честно ответил Путин. Я надеюсь, что когда-нибудь на допросе он на этот вопрос ответит. У нас есть звонок из Керчи. Давайте примем. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день, да, вы в прямом эфире. Мы слушаем вас. Задавайте ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот мы проживаем в Керчи сейчас, да, на данный момент. Телефончик, если даже высветился с российской сим-карты, это понятно, но здесь так удобнее. Подскажите, может, как специалист, который у вас сидит в студии, расскажет, почему такое нагнетание идет? У нас здесь все спокойно, никто никуда не призывается, никто никуда ни к чему не настраивается. Размеренная жизнь. А смотрим украинские каналы. Какая-то нервозная обстановка, люди к чему-то готовятся. Скажите, почему такая разношерстная информация поступает? Спасибо за ваш вопрос. Пане Игорю, есть ли вам что сказать? Ну, просто я хочу добавить еще несколько вот предложений, потому что вот такое напряжение, кстати, как я наблюдаю, оно очень сильно транслируется вот в российских телеграм-каналах, которые постоянно публикуют активизацию военных машин в направлении Крыма, в направлении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в Беларуси и так далее. А что вы скажете? Ну, я должен сказать, что вполне оправдана ситуация, когда внутри той страны, на которую собираются нападать, существует несколько больше волнений по этому поводу, чем внутри той страны, с территории которой собираются нападать. В общем, я не слышал никакой информации, что украинские войска собираются вторгнуться на территорию России. Поэтому на территории России, в общем, люди в этом смысле не беспокоятся. То, что по этому поводу беспокоятся украинцы, мне кажется, это вполне понятная вещь. Я не вижу здесь даже предмета для вопроса и предмета для обсуждения. А как, кстати, в средствах массовой информации России, в пропагандистских СМИ преподносят информацию о стягивании российских войск к границам Украины? Здесь это преподносится таким образом, как, ну, в основном это все закрывается бесконечными вот этими тезисами Пескова о том, что это наша территория, где хотим, там и ездим. Угу.
Спасибо вам большое, пане Ігорю. Чух Сагулнус, Ігор Яковенко, журналист, российский журналист, был с нами на прямом зв'язку. Ну а я, к сожалению, завершаю тот блок, но я с вами не прощаюсь. Я говорю вам корушкенджи, то есть до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Корушкенджи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры yok кімсеміз, ветан için dua etemiz. İmdad bekli, hırım hürmetті, Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile sürgünden qayttık. Endi halkımız Kırımında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız, takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Bulutlar, bulutlar, ketici bulutlar, Çoңғарға, Қытайға, yetici bulutlar. Alınız meni de, көңілім açılsın, Gözümden yaşlarım, yurtıma saçılsın. Bulutlar, bulutlar. Өлмек isteymen. Өлген son көклерде күлмек isteymen. Алыңыз, кетейік deryalar четіне. Қарайық yakından çolpanның бетіне. Bulutlar, bulutlar. Қамышлық гөллерде yıldızlar titrеген. Uçsuz çöllerde. Meni de alınız, gürüldep yağganda, Tavlarga sıypanıp, deryaga avganda. Bulutlar, bulutlar, Qayerden kelesiz? Koyumdan, anamdan ne haber bilesiz? Айтыңыз, beraber туйдурмай жылайық. Yollarga tökülüp, sararıp solayıq. Bulutlar, bulutlar, yaylaga ketimiz. Esmamны көрсеңіз,
Селямлар этіңіз. Иқыңыз анамның яшлы көзлерін, қолларын опыңыз. Ұнытсын кедерін. Селям алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесейірджілері сіздердің бұл студияда селямламақтан мемнюным ниет біз яйынларымызға қайттық ве информацион программаларымызға девам етмектеміз. Студияда сіздер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеке ярым саат девамында Қырым ве Қырым етрафындаки хаберлерні музакере етежекміз. Сіз де біздің яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073 419 41 58, Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон шмаға имканымыз бар, скайп адресімізді де қолана білесіңіз, atr.tv. Мені сейін баштан яйынымызға бізім мұхберіміз Роман Спиридоновна бағламаға шымды азырым, о бізлерге заман информацион программасына не азырлайлар тариф етмеге азыр. Рома, селям алейкум, буйыр. Алейкум селям, Гульсум. Сегодня в выпуске мы будем говорить о таких темах. Так называемый потерпевший по делу, сфабрикованному делу Чубарова, его не знает. Об этом сообщил адвокат председателя Меджлиса после очередного так называемого судебного заседания оккупационного Верховного суда Крыма. Сегодня сторона защиты продолжила предоставлять доказательства невиновности Рифата Чубарова, обвиняемого в организации беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады Крыма. Кроме этого, по словам адвоката Александра Осокина, на заседании допросили 3 свидетелей защиты. Они заявили, что все действия главы Меджлиса были направлены на то, чтобы остановить насилие, а давку спровоцировали пророссийские активисты, которых специально подвозили на автобусах к митингу. Оккупационные крымские исследователи предъявили председателю Меджлиса обвинения по 2 статьям. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Так называемый суд начался в июле прошлого года. Оккупированный Крым занял 201 место в глобальном отчете Freedom House по политическим правам и гражданским свободам. Freedom House оценивает доступ людей к этим правам и свободам как несвободный. Крым находится, как я сказал, на 201 месте из 210 стран, которых изучает Freedom House. И он оказался в перечне таких стран, как Сирия, Северная Корея и Сомали. И вот согласно отчету Freedom House, оккупанты в Крыму жестко ограничивают политические и гражданские права, блокируют доступ независимых СМИ, применяют российское антитеррористическое законодательство к тем, кто не согласен с действиями оккупационных властей на полуострове. Турция построит 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены покинуть полуостров из-за оккупации Крыма Россией. Межправительственное соглашение об этом подписали на высшем уровне во время визита Владимира Зеленского в Турцию. Строить будут в Николаеве 200 квартир, еще 200 в Херсоне и 100 в Киеве. Как заявил президент Турецкой республики Реджеп Таyyip Эрдоган, строительство жилья – это семейный и исторический долг повышения стандартов жизни для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину. А по словам президента Украины, это важный гуманитарный проект, который еще больше сближает наши народы. А российский миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг, который с 2014 года находится под санкциями США, стал владельцем 4 санаториев и гостиницы в оккупированном Крыму. Как выяснилось, с 2019 года фирмы, которые принадлежат Ротенбергу, приобрели санатории Айпетри, Мисхор, Дюльбер, Жемчужина и отель «Дача Рахманинов». Хотели как лучше, а получилось как всегда. Оккупанты решили отметить 77-ю годовщину освобождения Керчи от фашистов. На морвокзале установили 2 орудия, но что-то пошло не так.
После команды «Огонь» одну пушку заклинило. Со второй попытки все же удалось сделать 4 холостых выстрела в сторону моря. От грохота орудий заработала сигнализация на автомобилях. И, в общем, эффект получился не совсем праздничный, потому что еще и выбило стекла на судоремонтном заводе. И, как рассказывают местные жители, восстанавливать разбитые стекла в близлежащих домах после праздничных выстрелов уже стало местной традицией. Об этом и не только будем говорить сегодня в наших выпусках новостей в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чоқсағыл Роман, бұл біздің мұхберіміз Роман Спиридонов еді. Сайғылы арқадашлар, менісе 2 hafta devamında ne yazık ki yayınlarga böyle live şeklinde çıkmaganımız sebebinden bazı bir haberlerini müzakere etip olamadık. O sebepten men bu hatamızı şimdi düzeltip bu ve diğer meselelerini ve önemli mühim haberlerini müzakere etmege isteyim. Olar sırasında işgal etilgen Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım gazetasının muharriri Bekir Ağa Mamut'nu mahkeme ettiler. Bilgenizge göre geçken sene noyabr ayında Bekir Ağa Mamut muharriyeti ile beraber o'zining Kırım gazetasında Birleşken Milletlerinin baş katibi Antonio Guterres'nin Kırım ile bağlı esabatını bütünley yayınladı. Bundan sonra işgalciler Bekir Ağa Mamut'nu ve Kırım gazetasını takip etmeye başladı ve mahkeme ettiler. Şimdi Bekir Ağa Mamut'nu bizle canlı bağda ve bu hafta tafsiyatlıca tarif etmeye hazır. Bekir Ağa, selam aleyküm. Aleyküm selam. Uzun Hanım. Nasılsınız? Çok memnunum gelgeninizi. Geçmiş olsun bütün sizin kaza belalar. Çok sağ olunuz. ATR telekanalında katinde bu koronavirüs hastalığı yüz verdi ve çoğumuz hastalandık ama ne Allah'a şükür kendi hepimiz tedavilendik ve kene kurešmege devam etemiz ve sonki haberlerini aydınlatmağa devam etemiz. Hususan sizin bu vaziyetiniz hakkında da bugün malumatlarını ve sesinizni eşittirmege istedik halkımızga ve bütün dünyaga. Bekir Ağa, tavsiyatıca tarif etiniz bizlerge nasıl bu mahkeme ketişatı nasıl devam etti, nasıl yüz verdi ve şimdi nelerle siz karşılaştınız? Bu maruza seslendirildi sentyabr başında. Biz onu bastırdık 14. oktyabrd'de. Sonra onu gözettiler ve bu bizim demek noksanlığın ve onların fikrinde kanun bozukluğunu taptılar 2 haftadan sonra, yani oktyabrin sonunda. Son noyabr'da işte beni birkaç kere Roskomnadzor'a çağırdılar. Noyabr'da, son yanvarda daha bir ortasında da 2 protokol düzdüler ve mahkeme verdiler. Birinci mahkeme olmadı, ben barıp olamadım. Son olarak geçirdiler 31. Mart'ta. 31. Mart'ta bu mahkeme toplaşıyor 1 saat devam etti. İkinci taraf gelmedi ama hepsi bir mahkeme oldu ve sonra gelgende onlar bu ikinci taraf yani Roskomnadzor vekilleri gelmegenini sebep etip dediler mahkeme toplaşıyor biz karar çıkarmayız ve geçiremiz onu, yani bu meselenin bakılmasını 20 Aprel'de. Mana bir haftadan sonra gelecek salı günü ikinci toplaşma olacak. Birinci toplaşmada eğer de sorasanız beni dinlediler. Benim anda vekilim var idi, onu başta jibermediler. Son öyle ısrarlık edip onu iştirak etmesine nail olduk. Hatice Mamutova jurist iştirak etti. Ben çıkış yaptım, o çıkış yaptı. Kadının suallerine cevap verdik. Çok şeylerin sıfırdan hatta bazıda anlatmaya gerek oldu. Bizde belesem bir 4-5 öyle ciddi izbat pozisyalar, yani deliller oldu. Ve benim fikrimce o görüp durup, yani kadı görüp durup bizim akıllı olganımızı ve biz kanunculukni deyerli bozmaganımız öyle oldu. Özümüzün
tabii ki korçalamağa tırışamız. Ve buna bakmadan o muzbet karar biz aklagan üstümüzden cezanı alacak kararını sakındı kabul etmek. Maule korun. Şimdi indi onlar galiba ciddi hazırlanacaklar ve o ikinci tarafın kendi hepsi bir mahkemeye getirmeye olacaklar ve bizim suallerimiz onlarını vermeye mecbur edecekler bilmiyorum. Peki daha ekspertleri de çağırırlar. Çünkü onların men öyle elbette göreyim, onların vazifesi bizim ne edip de cezalamak ve öyle bir ne diyeyim başkalarına bir örnek olsun son göstermişti. Matbuat ve kütlevi haber vasıtalarının kanunculuğunu bozmaya hiçbir şekilde olmuyor. Bunu kastediyorlar. Ya tam olarak neden kabahatladılar sizni? Kabahatlav nedir ve kabahatlav tarafı kim? Kabatlav tarafı Rosnadzor degen böyle teşkilat kaysı gözeteşti. O böyle baksan bu sahada yani medya ve alakalar sahasında kanunculuk becerilmesini gözetmekteler ve bizge bu deşin hatırlamam yedim kaysı bir maddeni bozuda kapatlavı informasiya sahasında bu informasiya kullanımında suistimal etmek diler. Zloupotreblение свободы, serbestlikni suistimal etmek. Zloupotreblение в sferi свободы информации. Bu kabahatlavның cezası ne olabilir sizin fikrinizce ve nasıl bir cezanı talep edebilir işgalci prokurorlar? Anda bu seçim büyük değil. 4,5-5 bin ruble. Mana bu sınırda. Siz umumen alganda Bekir ağa bu sizge karşı yapılgan hareketlerge nasıl kıymet kesesiniz? Yani sizin fikrinizce neni beğenmedi Kırım'ın sözde hukuk korçalayıcı organları ve bu hareketlerinin olar kimge ne göstermege istey fikrinizce? Ben bilesem onların çok öyle bir ne diyeyim, böyle bir afişa edip, teşvikat edip ve başkalarına buna bir hulasa çıkarınız deyip. Çünkü bunda öyle medyalar yok. Ben onun da şu cümleden sizin efirinizde de söyledim. Bundaki matbuat o hükümetke kol tuta, siyasetke bundaki merkezi siyasetke de yerli hükümetke de boysuna karşı çıkma işte öyle. Onun için bundaki onlar öyle de onların gönlünde birinciden o yok. İkinciden açık bir olsa da hepsi bir pısıp yürel. Peki birinci nöbette bizim özümüzün açık bir tembihlemek ve bizge açık bir aytma özünüzün ende biraz sakincettiniz demeye isteyim. Belki bundadır. Çünkü cezası böyle baksan bilesizim. Ano piketlerge çıkan vatandaşlarımızın cezalarını teniştirsen bizimki daha ne diyeyim işte dayanma mümkün bu ceza. Keskin değil. Mına 10 aprel günü Kırım Tatar Milli Jurnalistika gününü kaydettik. Böyle bir gün olarak belgilengen. Mına siz jurnalistikaga umurunuzunu, hayatınızını bağışlagan insanlardan biri olarak bugün işgal etilgen Kırım'da jurnalist olarak çalışmak ne demek? Serbest, hakiki jurnalist olarak çalışmak ne demektir Bekir ağa? Bu şarayet bilesem bir ne diyeyim işte bir özün zenatın fidailikle da etki hazır
зенатташыларым үшін, журналистлер үшін бір сынауdır evet. Evet, mümkün ben sizin bütünley uzmağa men alam eğer de bilesizim bu muhitini kabul etmeysin, beğenmeysin, bu seni dünya bakışına, terbiyene, siyasi bir senin bakışlarına ters kele. Ama sen çeşitli sebeplerge göre o seni probleme kıdırmağa, uydurmağa istemeysin. Ve böyle jurnalistler için bunda böyle bir bu sınav evet. Çünkü eğer de biz alsak anda şovinist matbuatı, Rus başka matbuatlarını alsak kayısı bu vakyaları bekletmek ve onlara uygunlar, onların vaziyeti bambaşka. Demek bunda böyle bir reaksiyon ya da sen pozisyonasın ve bütünlüğü onların aytkan yapasın. İkinci bu nasıl bir neytral bir yol seçip alasın. Bilesiniz böyle siyasetin uzakça bir mevzular, meselelerge dokunasın, açıklayasın. Bu pozisyada belli ve o da diyeyim işte bu pozisyada ne diyeyim onun için brevini hazırlamaya etmeye hazır değilim. Bu onların zaten bizim millet halkımızın bu sahada meseleleri çok ve uğraşsınlar işte. Terbiye, til, dep ve ilahı. Böyle bir humanitar yönelişte. Ama bununla beraber sayam evet kimdir siyasi meselelerge dokunup bizim milletimizin vaziyetini göstermek ve bu bizim etrafımızda bizim vatandaşlarımızga nispeten yapılgan bu haksızlıkların yazıp ve çeşitli şekilde olsun haber olsun terence böyle bir yazılar, belki subetler, belki de analitik makaleler şeklinde yazıp göstermek ve bizim milli menfaatlarımızın o sürmek ve aytmak biz toplumumuz, bizim tek böyle bir şahsi hukuklarımız değil, bununla beraber kolektif böyle bir toplum olarak haklarımız da bozulup gelmekte demek. Buna bilmiyorum, belki ben özümü pek ne diyeyim, cesur insan sayım, beni tecrübe, belki de belli derecede benim yaşım bana yardım eder. Onun için ben bu özüme nisbeten koygan talaplar başkalarga nisbeten ben koyup olamayım. Daha bir tek her bir jurnalist onun profesyonel değil, namutuna değil ama böyle bir siyasi bir pozisyasının kaviliğine bakıp uzun bir seçimi var. Мына böyle bir şeyim paylaşmak istedim. Sizden bilesiz, benim elime şimdi Tercüman gazetasının eposu nusxaları geçti ve men şimdi 3. tomunu okumaktam. Ve bilesiz, men çok gururlandım, yani çok böyle şaşırdım. Hakikaten de o devirlerde yapılgan faaliyetinin profesyonelliğine, mütehassıslığına, ne kadar meşhur olganına, ne kadar büyük olganına ve ne kadar alınganı ve çeşit sadece işte bu oradaki bölgeden değil, yani bütün dünyadan alıngan malumatlarının bu gazetada yazılganı, Cezayir'den bile haberler işte anda etinin fiyatı, yağının fiyatı ve ilahri. Men bularını okuyan ekende hakikaten de çok gururlandım ve dedim ki öz-özüme ne kadar büyük bizim atalarımız faaliyet yürüseti ekenler dep peşman oldum. Ne için ben bundan evvel buna çok dikkat ayırıp böyle çok tavsiyatlı şekilde okumadım dep. Buna Bekir ağa, sizin fikrinizce şimdiki devirde bizim Kırım Tatar milli jurnalistikamız kıyaslayacak olsak o devirlerinin, yani neyin farklana, nasıl bizim milli jurnalistikamızda şimdi kusurlar var ve ne de biz ilerledik sizince? İsmail Gaspralı bu neşrin başlaganda ubileydi. Başka Türkiye halklar için, Müslüman halklar için, yani Rusya imparatorluğunda yaşayan, imperiyasında yaşayan bizim kandaşlarımız, dindaşlarımız için başka neşir yok. Onun için o anda siz aytkanınız gibi
çok böyle bir geniş yanaşsaydı, bu olsun haberlerini, olsun bu nasıl bir malumatlarını vermege ve çeşit mevzuga bağışlanan makalelerini yazganda birinciden o'zi çok geniş bilgili ve yazıcı, publisist olarak, teşkilatçı olarak, muharir olarak, naşir olarak çok istidatlı, her taraflama istidatlı insan edi. İkinciden o başka gazetelerinde, Rus tilli gazetelerinde okup onların seviyesini, en güzellerini o vakit, misal için 19. asırın sonunda, 20 asırın başında Ruskaya Slovo Vlas Darashevich muharirliginde gerçekten de bir muhteşem gazete çıkaydı. 1 milyon nüshanın çıkaydı. Ve başka, ben bilesem, Türk, Arap gazetelerinden de o öğrenip mında Rusya imperiyasında yaşayan özün milletleşlerini yani Türkiye halklarga tek etedi bu cihan standartlarına yakınlaşkan yüksek seviyeye jurnalistikada, o devirdeki jurnalistika yakın olan seviyede malumatlarını vermek. Biz, men öyle şimdi göreyim, bizim yönelişimiz biraz tarca. Bizge başka mevzularga, meselelerge tokunma öyle meraklı değil. Şimdi medyalar çok geniş tarqalgan. Bunun için biz tırışamız biraz bir özümüzün meselelerimizge böyle bir hususi etnik, milli menfaatlar, milli merak taraftan bakmaga birinciden. İkinciden elbette bu vakit gerçekten de bilesizim, halk onun maksadı edi bizim vatandaşlarımızın almayken de bütün imperiyada ne kadar o Hindistan'da yaşayan Müslümanlarga barıp diyedi o tercüman. Tercüman coğrafyası, tarqalı coğrafyası gayet geniş. Öyle tabii ki vazifeleri durmaydı. Ama ne olsa bizim bunda Kırım'da yaşayan, onun etrafında onun komşuları ve kendisi tek Bakşisaray'da bütün Kırım'da yaşayan bizim vatandaşlarımız, bizim ecdadlarımız o zamanda elbette endi cahillikten kalıp o da hepsi değil. Bu irfanga yapılan bu zamanları edi. Şimdi insanlar bayağı okumuşlu, bayağı bir bilgili, tahsil var, akımlar var aramızda çok öyle. Çünkü evet matbuatın vazifesi de taraftan bayağı evolüsyon olup biz de şu evolüsyona riayet etmek gerekmiz ve insanlarda mümkün edi biraz sadece böyle bir meraklı siz anda misal için Mısır'da ne oldu, Türkistan'da ne oldu, Hindistan'da ne oldu ve ilahiri Tatarstan öyle. Bu şehir, bu malumatlar, bu tekleştirikler, fiyatlardan başlayıp adetlergeci bu meraklıydı. İşte bu şeyin kimseni ne diyeyim işte meraklandırmazsın, şaşırtmazsın. Başka bir şey küçük düşünceler benim ziyadesi gerektir haberlerine bakan. Ve bizde hakikatte bizim halk içinde öyle vaziyette ona fikir gerek, umut vermek gerek. O umutun beslegen yani onun temelinde duran nasıl bir misaller, kıyaslavlar getirmeye, tapmaga, tarihten alıp ya bundan başka memleketler, halklar praktikasının, ömrünün tengleştirip onlarını alıp görsetmek gerek mi? Bizim vazifelerimiz şimdi biraz başka dep anlayayım. Devir çünkü denişti ve problemlerimiz şimdi, problemlerimiz hakikaten başka. Ne yazık ki şimdiki şaraitlerde yapılgan faaliyetimiz. Evet. 1905 senesinden son 5 senesinden son cenzura deril negu etildi. Gazpral'ın belli bir İlya Kazas'a yazgan mektubu var bu münasebetiyle. Pek sıcak öyle bir güzel
mektup. Son mına elbette bu senzura yok oluğu Gazprom için mebelesem o sayfa kana bu evvelce olsaydı belki olarda da daha ziyade imkan olardı becerim. Ve o keçti diğerli tolusunun ende ana tilinde yazdılarga. Rus tili ede tercümanlıkın toxtattı demem mümkün şu devirde. Çok sağ olunuz Bekir ağa. Kıymetli malumatlar bergeniz için ve suallerimizge cevap bergeniz için teşekkürler. Bekir Mamut Kırım Tatar Milli Meclis Azası ve Kırım gazetasının baş muharriri canlı yayınımızda edi. Biz onun Kırım gazetasına ve şahsen ona işgalcilerinin yapkan baskıntısı ve Kırım Tatar Milli jurnalistikası hakkında söhbet yürsettik. Saygılı dostlar, men bu bolikni yekunlemek mecburiyetindeyim. Ne yazık ki çünkü zaman informasyon programması Gülsüm bitir. Biz haberlerini vermege isteyimiz dep çağıruvlarda buluna. O sebepten men olarını bekletmeyim. Birkaç saniyeden son zaman informasyon programmasını seyretin. Sonra biz bu studiyaga qaytacağız. Görüşkence. Туреччина побудує 500 квартир для кримських татар, які були змушені покинути півострів через російську окупацію. Міжурядову угоду про це підписали на найвищому рівні під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Будувати будуть в Миколаєві 200 квартир, ще 200 в Херсоні і 100 у Києві. Як заявив президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган, будівництво житла – це сімейний історичний борг підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. А за словами президента України, це важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зближує наші народи. Крім цього, Туреччина планує побудувати в Києві мечеть. Як відзначили в Офісі президента України, угода дозволить врегулювати правові аспекти та визначити механізми співпраці в питанні будівництва житла. Для нас є сімейним історичним боргом підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. Я відчуваю велике задоволення бачити, що ми поділяємо з Україною спільну думку з цього приводу. У нас є проекти побудови житла і мечеті для наших братів кримських татар. У проекті побудови житла ми тільки що зробили конкретний крок. Сподіваюся, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок часу на шляху реалізації проекту побудови мечеті. Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату «Кримська платформа», взяти участь у її інаугураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Місяць терпіння та єдності. В мусульман почався священний місяць Рамадан, час молитов і посту. Близько 30 днів ті, хто сповідує іслам, мають очистити думки, творити добрі справи, молитися Аллаху і просити в нього вибачення за гріхи. До заходу сонця потрібно утримуватися від їжі та води, але діти, вагітні жінки, хворі та мандрівники звільняються від посту. Рамадан настає з появою на небі нового місяця. Цього року це припадає на понеділок, 12 квітня. Увечері мусульмани здійснюють першу молитву – таравіх. Закінчиться Рамадан орієнтовно 13 травня великим святом Ораза Байрам.
Месяц поста – это месяц щедрости. Известно, что пророк Мухаммад, мир ему, был самым щедрым человеком. В месяц Рамадан был особо щедр. Настолько щедр, словно свободный ветер, так сказано. Поэтому человек, насколько он может, настолько должен быть щедр. То есть и пророк Мухаммад, мир ему, мы знаем, говорил: защитите себя от адского огня хотя бы половинкой финика. То есть неважно, сколько ты пожертвуешь на пути Всевышнего. Чем ты поможешь? Важно твое намерение, насколько оно великое. Вот это важно. Поклонение, оно требует совместного участия и объединения людей, которое очень заметным становится вместе с Рамазана, оно потом продолжается и после завершения Рамазана. И для людей в их сегодняшней трудной жизни само по себе объединение между собой очень важно, это помогает им жить. Подарунки та квіти на честь початку священного місяця Рамадан отримали рідні кримсько-татарських політв'язнів. Батьки чиїх дітей кинули до російських в'язниць за надуманими обвинуваченнями потребують підтримки та турботи, кажуть у Кримській солідарності. Все, что может дать в этом сложном мире полном испытаний один человек другому, это немного заботы и немного тепла. И мы надеемся, что сегодня мы согреем наших общих родителей, которые сейчас в разлуке со своими сыновьями, и обязательно увидим день, когда они вернутся домой. И мы очень хотели бы, чтобы весь месяц Рамадан двери этих семей не закрывались, и они чувствовали заботу своего народа рядом. Так званий потерпілий за сфабрикованою справою Чубарова його не знає. Про це повідомив адвокат голови Меджлісу Олександр Осокін після чергового так званого судового засідання окупаційного Верховного суду Криму. Сьогодні сторона захисту продовжила надавати докази невинуватості Рефата Чубарова, обвинуваченого в організації безладів на мітингу 26 лютого 2014 року біля будинку Верховної Ради Криму. Крім цього, за словами адвоката, на засіданні допитали 3 свідків захисту. Вони заявили, що всі дії голови Меджлісу були спрямовані на те, щоб зупинити насильство. А тисняву спровокували проросійські активісти, яких організовано привозили на мітинг автобусами. В ходе допроса потерпевший пояснил, что никаких претензий к Чубарову Рефату Абдурахмановичу он не имеет. Больше того, он и не знает, кто это вообще. Соответственно, никакой информации о том, что кто-либо организовал ту давку, которая была 26 февраля 2014 года возле здания Госсовета, этой информацией он не обладает. Окупаційні кримські слідчі висунули голові Меджлісу звинувачення за 2 статтями. Йому закидають організацію масових заворушень та публічні заклики до порушення цілісності Росії. Так званий суд почався у липні минулого року. В Лондоні, Берліні, Празі та Кишиневі пікетували російські посольства на підтримку незаконно затриманого Владислава Єсипенка. Люди відгукнулися на заклик дружини позаштатного кореспондента Радіо Свобода Катерини. До стін амбасад країни-окупанта прийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами «Крим – це Україна». Владислава Єсипенка, нагадаю, ФСБівці затримали наступного дня після акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня у Сімферополі. Йому закидають незаконне виготовлення зброї та боєприпасів. Ще один український військовослужбовець загинув на Східному фронті. Він отримав кульове поранення несумісне з життям, повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил. Про це українська сторона проінформувала представників ОБСЄ. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей, йдеться в повідомленні. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Окупанти вирішили відзначити 77-му річницю визволення Керчі від нацистів пострілом з гармат. На морвокзалі встановили 2 гаубиці, але щось пішло не так. Після команди «Вогонь» одну з них заклинило. З другої спроби все ж вдалося 4 рази вистрілити холостими у бік моря. Ефект вийшов не зовсім святковий. Від гуркоту гармат у машин спрацювала сигналізація, а в будівлі судноремонтного заводу
воду вилетіли шибки. Як розповіли місцеві жителі, відновлювати розбите скло в навколишніх будинках після святкових пострілів вже стало місцевою традицією. Один снаряд! Огонь! Маарифчи, неширчи, драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Медиев ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов публицист olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde bir-birinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда,
Оскен қая япырағы кебе. Dayanırım. Uykusuz, peyasız osarım. Gerek olsa ateşlerde yanarım. Başımны egmem kimsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında taptasınlar düşmanlar. Men kenede kol kotermem. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim. Eşerim. Çatırlarga koterilirim. Andan eşittirsiz benim sesim. Селям алейкум, хайрлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесержилері бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам вейне в беттеки 40 девамында Қырым ве Қырым етрафында Украина ве Русия арасында олған кергенлік меселерінің музакере еттейджекміз. Сізде бізім яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073 419 41 58 Вайбер вастасы или студиямызға телефон шып, суалеріңізні сеслендірмеге имканыңыз бар, яда скайп адресіні де қоллана білесіңіз. atr.tv бізім адресіміз, бұйырыңыз телефон ачыңыз. ATR телеканалы YouTube'та да чалыша, анда біз онлайн шекілде яйынларымызны алып барамыз, емде бүтін программаларымызны анда yüklемектеміз. От себептен ATR телеканалының YouTube сайфесіне де қошула білесіңіз. Телеканал ATR бұйық арифлерінен ве әлбеттеке ATR телеканалының сайтына да абоне олыңыз. Сайгылы ATR телеканалының телесержилері atr.ua бұл бізім адресіміз. Бүгін ATR телеканалының сайтына абоне олғанлар біздерге чалышмаға девам етмеге дестек етедір. Чүнки не язықке да ATR телеканалының мали финансал проблемлері чезілмеді ве чезілмеймеге де девам етмекте. О себептен бүгін біз çalışmaға девам етсек, бұл садеже сержилеріміздің ве сізлерінің дестеге ярдымы ile бұл күнге қадар янымызда олғанларға ве біздерге дестек еткенлерге тешекурлеріні білдіреміз. Мен се рус тіліне Кечем. Добрый вечер. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Ну и подключайтесь по скайпу, atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня финансовые сложности телеканала до сих пор не решены, поэтому ваша подписка на наш сайт поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Мы вещаем на YouTube, также подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров и программ в записи. Ну а я перехожу к обсуждению новостей. На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военный. Напомню, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хамчак сообщил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021» стягивает со всей своей территории тактические
группы к восточным границам Украины. В Кремле заявили, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойство в других странах. Украинская разведка тем временем сообщила об увеличении ударных группировок России возле границ Украины. В течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицький. Це пов'язано з нарощуванням і активними заходами бойової оперативної підготовки російських військ біля українського кордону. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти України. Россия тем временем отказалась предоставлять Украине информацию о причинах стягивания войск возле украинской границы. Такие действия Москвы в Киеве считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление России на Украину. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші спроби української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ. С нами сейчас на прямой связи Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, та Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика». Вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Пане Олеже, давайте начнем с вас. Расскажите нам, как военный эксперт, какое именно вооружение к границам Украины стягивает сегодня Российская Федерация и чем это нам грозит? Ну, от бачите, наше керівництво, на жаль, каже А, але не каже Б. Вони чітко знають, якої кількості і які військові частини передислоковані до наших кордонів. Із відкритих джерел з російської сторони ми знаємо на сьогоднішній день, що було передислоковано десь порядка 4-7 тисяч військовослужбовців. Це складає десь близько 2 бригад повітряно-десантних військ, і ці 2 бригади, одна направлена в Крим, одна направлена на Кубань. Решта частин, які нам показують там в польових таборах, от Воронежська область, там ракетна бригада, це частини, які там же і дислокуються, але на сьогоднішній день вони проходять перевірку стану боєготовності, про яку казав ще в четвер минулого тижня пан Шойгу. І піднімають по тривозі, виводять польові табори і проводять з ними там мероприємства щодо підготовки і перевірки боєздатності цих частин. Ну а чем это сегодня нам грозит? Вот многие военные эксперты говорят о том, что вот такого масштабного стягивания российских войск к границам Украины не было с времен 14-15 годов. Так ли это действительно? Ну, дивіться, я поясню, звідки таке слово «масштабне» з'являється. Для того, щоб передислокувати одну бригаду, треба десь порядка 7 ешелонів. Один військовий ешелон – це 54 умовних вагони. Тобто це 7 товарних составів повноцінних. 2 бригади – це 14 товарних составів. І коли вони пішли по європейській частині Російської Федерації, по основних трасах в напрямку Кубані, то це спричинило інформаційну помпу, яка супроводить. До речі, один ешелон навіть зійшов з реїв. І декілька платформ перекинулося, і це пройшло по всіх засобах масової інформації Російської Федерації. Решти, я не бачу на сьогоднішній день. І, до речі, Міністерство оборони і наша розвідка мовчить, які частини і в яких областях розташувалися безпосередньо вздовж нашого кордону. В такого відкритого формування або прихованого даже формування ударного угруповання для вторгнення в Україну на сьогоднішній день, крім Донбасу, не спостерігається на жодному напрямку. Пане Микола, что скажете, есть ли действительно эскалация, есть ли действительно угроза полномасштабного вторжения в Украину со стороны России? Если да, то готовы ли мы к этому? Ну, не готові зараз робити там політичні заяви чи займатися шапкозакиданням. Ми можемо зараз констатувати факт, що дійсно Росія звозить свої сили
Ми можемо констатувати факт, що Росія може грати або на випередження, або, наприклад, навпаки, залякувати Україну. Третє, що ми можемо говорити, це те, що Путіну вигідна така ескалація, тому що Путін не справляється з ковідом, у Путіна політичні проблеми з Навальним, а в Путіна проблеми з грядущими виборами. Ми бачимо, що непідтримка Путіна негативно вищих за всю його історію. Паралельно з цим відбуваються процеси конфліктів в окремо взятих регіонах і бунти в цих регіонах, і ми пам'ятаємо, що зима в нього не пройшла легко. Третє, ми розуміємо те, що Путін якраз таки не може сьогодні контролювати всі виборчі процеси, які в країні відбуваються. Для прикладу, Путін намагався все-таки через референдум провести питання своїх наступних термінів. Як показує сьогодні соціологія, більшість не хоче бачити Путіна на тих же посадах нових термінів. Це говорить про те, що йому потрібно створювати ситуацію, при якій він буде затребуваний як диктатор, як військовий злочинець. І він для себе зараз намагається змінити ці зовнішні обставини і, скажімо так, як мінімум пограти зі своїм населенням. Плюс, зрозуміло, що Путін зараз намагається грати в гру геополітичну, де, наступаючи на Україну, він буде демонструвати шантаж Заходу, буде намагатися нав'язувати свій порядок денний. Тому що інші геополітичні ігри за цей рік Путін програв. Дивіться, Вірменія, яка завжди була зоною російського впливу, втратила території на користь Азербайджану. Сирія не стала зоною успіху. В Киргизстані президент уже, скажімо, президентські ці перипетії, де відставка, там нові повторні вибори, це теж втрата Путіна. Тобто для нього зараз спроба відігратися, в тому числі і Зеленська, може бути реалізована через Україну. Для нас потрібно розуміти такі речі, що нам не потрібно провокувати, тому що будь-які провокації ніколи не будуть на нашу користь. Нам не потрібно, скажімо так, імітувати браваду, тому що бравада теж не на нашу користь, але в той же час потрібно мобілізовувати сили, в той же час потрібно реалізовувати якраз такі оборонні заходи і дійсно, скажімо, надіятись на краще, але все ж таки готуватися до будь-якого сценарію, який може розгортати ця далеко нездорова людина, яка сьогодні сидить очільником Кремля. А как вы думаете, какой сценарий может реализовать сейчас в нынешних условиях Путин? Это просто такая игра мускулами и демонстрация силы, или же он может пойти на что-то иное еще? Ну, наприклад, західні журналісти, з якими я спілкуюся останні 2 тижні, які насправді дуже переполохалися і цікавляться інформацією з України, для них дуже важливо відчувати, що зараз тут відбувається, і вони розглядають, що можливий навіть грузинський сценарій. Другий момент, який розглядається, це те, що це дійсно може бути просто залякування, і Путін звозить війська виключно для маневрів, демонструючи, що вони тут присутні, входячи, виходячи. Але зрозуміло, що найпростіший сценарій, наприклад, сухопутного з'єднання окупованих територій з Кримом, не виключається. План повної окупації Донецької і Луганської областей теж не виключається. Скажімо, зараз робити прогнози і пророкувати, як саме вчинить Путін, справді достатньо неправильна річ, тому що все ж таки він багато в чому не передбачуваний. Те, що він уже поніс покарання за злочини, які теж ніхто не думав, що він наважиться, він вже заплатив за них вартість, тому він буде намагатися і далі, скажімо, порушити ці міжнародні світові закони. Те, що були публіковані, насправді, дані, які що давно вже були на руках наших західних партнерів по збитому Боїнгу, це теж натяки на те, що він військовий злочинець і потім за це може нести покарання. Тому що телефонні розмови рядових військових російської армії – це теж не просто так. Вони дзвонили в Москву найвищому своєму політичному керівництву. Вони придумували різні сценарії. Вони підтвердили, що вони збили Буком цей бой. Те, що в них не у всіх вистачало розуму зрозуміти, що вони збили, так? І те, що техніка, яку їм видали на руки, далеко не дотягує їхніх інтелектуальних здатностей користування, але тим не менше вони підтверджують те, що вони дійсно зробили такий серйозний міжнародний злочин. Тому що це теж попередження. Буквально вчора вийшла колонка, позавчора, на Washington Post, яка розписує в тому числі і сценарії поведінки Путіна, і збори 2 тижні тому міністрів країн НАТО,
і підготовка військових сил Сполучених Штатів. Це говорить про те, що дійсно є певна ескалація. Навіть міжнародні фінансові ринки минулого тижня, скажімо так, не були на стороні України. Багато хто зливав український державний борг і просто виходив в кеш, тому що розуміло, що тут можуть бути певні події. Але не варто теж нагнітати. Україна працює поки що в штатному режимі. Ми маємо якраз таки розвивати свою економіку. Ми маємо розвивати сьогодні наш бізнес для того, щоб була змога з чого платити податки, щоб жити, боротися з ковідом. Тому що, скажімо, Путін не єдина проблема, яка в нас сьогодні є. Але в тому числі і її нам потрібно буде побороти. Тому варто бути сильними. Скажімо, не звертати уваги просто на паніку, а дійсно робити те, що сьогодні потрібно, і, скажімо, максимально бути зосередженими. Пане Олеже, что думаете относительно возможных сценариев Путина, на которые он может пойти, и почему именно сейчас? Что пошло не так? Ну, смотрите, сценарий на сегодняшний день просматривается только один. Я вам скажу так, что мы очень удачно использовали вот эту вот панику и поднимание волны того, что завтра Путин нападет, и мы напугали, реально напугали всю международную общественность. И вы посмотрите, какая реакция в мире. Все обвиняют Российскую Федерацию в эскалации, в эскалации, в милитаризации и всего остального, переброски войск там и так далее. Даже уже не важно, какая она масштабная или не масштабная. Кстати, Российская Федерация с четверга прошлой недели дала задний ход, причем очень резко. Средства массовой информации исключают сейчас риторику войны с Украиной вообще. Есть официальное заявление Пескова о том, что никакой войны с Украиной не будет. А реакция эта отобразилась в результате всего лишь одного маленького нюанса. После объявления министром обороны Российской Федерации господином Шойгу о начале плановой проверки боеготовности войск Российской Федерации, рубль обвалился на бирже в течение часа. И третий день идет падение рубля. Они сами испугались, что реакция общества против. Биржа отреагировала отрицательно. Все обвиняют Российскую Федерацию. Поэтому на сегодняшний день вероятность, то, что я вам сказал, что группировка, более-менее боеспособная ударная группировка находится, это 8-я полевая армия в составе 2 корпусов в отдельных районах Донецкой и Луганской области, ее второй эшелон, 150-я дивизия, город Шахтинск. Скопление техники, о котором сейчас говорят, вспомните 2018 год, 250 танков Т-62 в ходе учений за «Восток-2018» было передислоцировано и находится сегодня на хранении в районе города Шахтинска, там же, возле нашей границы. Но это Т-62 сняты с хранения где-то за Уралом. Поэтому на сегодняшний день что будет делать Российская Федерация? Российской Федерации надо выйти любым путем, выйти из прекращения огня. Поэтому они нагнетают вот обстановку, что мы не выполняем Минск, мы нарушаем режим. И вполне возможно, я не исключаю, что возможна провокация. Мы же отводим войска, серую зону расширяем. Почему не повторить сценарий 1 сентября 1939 года, да, переодеть в нашу форму? А какая цель? Вот чего он пытается этим добиться в конечном итоге? Ему на сегодняшний день у Путина и остался один-единственный рычаг давления на политическое руководство Украины — это убийство наших военнослужащих. Каждый убитый солдат — это взрыв в социуме, это падение рейтинга президента, это социальная напряженность в обществе. Другого способа давления у Путина на сегодняшний день нету. Все средства он использует. Ему надо выйти из перемирия, это один вариант, и он будет продолжать конфронтацию в плане обстрелов именно с целью нанесения потерь вооруженным силам Украины. И второй вариант насчет вот то, что ему нужна маленькая победоносная война. Ведь в сентябре выборы, надо как-то переломить ситуацию в стране, как-то надо поддержать свой рейтинг, партию «Единая Россия» и все остальное. Так вот, в результате вот такой провокации по сценарию, допустим, того же сентября 1939-го, да, с переодеванием военнослужащих и обстрелом своих же позиций под камеру, да, откуда прилетели снаряды? Оттуда. Кто там? Там вооруженные силы Украины. Он может легализовать присутствие российских войск на нашей территории, в Донбассе, подняв флаг. И как это было сделано в Абхазии,
15-й армейский корпус мгновенно из наступательной группировки мгновенно превратился в корпус миротворческих сил. Они тут же перекрасили каски и машины, написали МС, миротворческие силы, и стоят там по сей день в Абхазии. Вот это да, и он преподнесет это россиянам как маленькую победоносную войну, что он защитил русский мир, что он спас русскоязычных украинцев от бандерофашистов, что он спас тех граждан, которые получили российские паспорта на этих территориях. Понимаете, для него это «но». Есть одно большое «но». Он выиграет тактически, да, он поддержит рейтинг, возможно, переломит ситуацию, возможно, партия «Единая Россия» на выборах наберет большие результаты, но при этом он фактически оторвет от нас вот этот кусок от оккупированных территорий, он потеряет всю Украину. Ну, пане Олеже, стратегически ну, тут он проиграет. Небольшая у меня ремарка. Ну, мы ведь все прекрасно понимаем, что в России нет понятия свободных выборов, демократии, выборов граждан, да, то есть они фальсифицируют все выборы и рейтинги, и кто и за что, когда и каким образом будет голосовать, особо Путина не волнует, нет, пане Миколе? Дивіться, якщо можна, я тут теж приєднаюсь до пана Олега. А розумієте, насправді, коли більшість буде проти Путіна, то навіть цей внутрішній олігархічний консенсус буде його підтримувати. Всі чекають реально, коли він спіткнеться і коли переважна більшість населення буде проти нього. Вони не можуть бути за когось іншого, тому що він не допускає і зачищає будь-яку конкуренцію. Там знятий з поста Медведєв, там зміна міністра оборони свого часу, да, як Сердюкова знімали. Потім там посаджений в тюрму Навальний, вбиті в Лондоні опозиціонери, отравлені там розвідники. То він зачищає поле максимально, і це навіть не Лукашенко. От, тому всі чекають якраз таки, скільки людей буде проти. Те, що вже більшість сьогодні не підтримує його додаткові терміни президентські, це вже перший сигнал. Він це розуміє і він цього боїться. Тому він намагається десь підігрувати рейтингом, навіть тактично для нього зараз теж вигідно, скажімо, отримати ці ситуативні перемоги. Тому що насправді в нього після історії з маєтком образ цього чесного царя зламався. А виявилося, що цар жулік, що цар має стріп-клуб в себе в підвалі, що цар там має комнату для грязі, багна чи для чогось іншого. Тобто цар не справжній. Виявилося, що це просто обичний воришка, який любить гроші більше, ніж, наприклад, всю родину Росії, всю її разом взяту історію. І він не прийшов землі збирати, він просто прийшов віджимати участки. От, тому насправді для нього теж зараз є проблематично тримати всю Росію в кулаці. Доказом цього є, наприклад, те, що він пішов на референдум. Палата ж голосувала за те, щоб видати йому вотум, що можна балотуватися. Ні, він хотів елітам показати, що його підтримує населення. Пішов? Окей, тоді отримав перемогу. Зараз дивляться соціологію, все, перемоги цієї вже немає. Тому там теж є внутрішня конкуренція. Якщо в Україні, наприклад, електоральні маси визначають, хто буде президентом і дають йому вотум довіри, так, або потім забирають його, як, наприклад, в випадку з Януковичем, то Росія все-таки в нас зберегла традицію цих дворцових переворотів. А Путін боїться те, що якраз таки внутрішні кулуарні еліти зможуть зіграти проти нього. Одна з башен Кремля може піти в атаку. Він цього боїться, тому що по великому рахунку ж захвачувати треба тільки телеграф. Тобто захватіть Останкіна, перекупіть Соловйова з Кисельовим, все, і Путін вже нелегітимний. 3 сюжети цих мастерів пропаганди, і все, і вони будуть там хвалити когось іншого, а він буде вже там просто доганяючим. Тому насправді він це теж розуміє, він цього боїться і готовий йти на такі, скажімо, насправді багато в чому політтехнологічні речі. Тому що якраз таки ось ця коротка переможна війна, яка ретранслюється в медіа, це ж виключно для накачки власного рейтингу. Тобто відчуває невпевненість у власних рейтингах. Тому якраз таки йде на такі кроки. Сегодня стало известно, что во время своего визита на Донбасс президент Украины Зеленский дал интервью журналистам CNN, где сказал, что Украина готова к вторжению со стороны России. Пане Олеже, это так? В случае военной интервенции Украина действительно готова дать отпор? Конечно, готова. Даже если брать в расчет данные российской разведки, то, что они публикуют, то у нас только на линии разграничения наша группировка в 2 раза превосходит российскую группировку войск. Это первый момент. Второй момент. В Анкаре сейчас было подтверждено, что нам добавят количество байрактаров, и там доведут их до числа больше 30.
Смотрите, мы настолько всколыхнули Запад, что реальная помощь военно-техническая пошла уже полным ходом в Украину. Транспортные самолеты НАТО приземляются в Украине. Естественно, они везут нам не конфеты, они везут военно-техническое имущество, может быть, даже оружие. Мы с вами не знаем, это военная тайна. Корабли НАТО входят в Черное море, и сейчас собирается их присутствие закрепить на постоянной основе. Украина открыла воздушное пространство для авиации НАТО. И теперь авиация НАТО может выполнять учебно-тренировочные полеты в нашем небе. А уже про самолеты-разведчики и беспилотники типа Global Hub я вообще даже не говорю, они дежурят в нашем небе вообще постоянно. Поэтому в любом случае мы готовы. И говорю, самое угрожающее направление на сегодняшний день — это Донбасс. Больше в Белоруссии группировки ударной нет. На украинско-российской границе ударной группировки нет. В Крыму, это бессмыслица в узкий проход на перекопе вводить войска, мы их перемолотим там же, на этом перекопе, на самом узком месте. Приднестровье 3000 военных, неполная даже бригада, я бы не смотрел. У нас там сил и средств достаточно для того, чтобы сдержать какую-то провокацию оттуда. И, кстати, я хочу еще подчеркнуть такой момент, что, смотрите, на сегодняшний день, во-первых, глубина кризиса внутри России. В Государственной Думе России идет обсуждение, какую часть электората лишить права голоса. Понимаете, они даже такой вопрос рассматривают, потому что по статистике все, что там 30 минус, младше 30, они категорически против Путина. У него еще среди пенсионеров остался электорат. Это один момент, это говорит о глубине кризиса. А второй момент, в любом случае, с Белоруссии, с России, с Крыма, не дай бог, российский солдат выстрелит и переступит границу, это официальная война. Вы понимаете, они уже не пойдут как зеленые человечки, они не пойдут как шахтеры и трактористы из Донбасса, они пойдут как вооруженные силы России. Это война. И в первую очередь, что будет объявлено, это будет отключение SWIFT, и все российские политики будут объявлены персонами нон-грата, они не смогут выехать за пределы России. А теперь представьте, господин Лавров не увидит свою дочку и внучек, которые живут и являются гражданами США. Или Песков не сможет поехать к сыну в Лондон, или Медведев не сможет поехать к детям в Америку, или тот же Соловьев, мастер этой российской пропаганды, никогда не сможет поехать на озеро Кома, где у него вилла. Понимаете? Это вот то, что говорил коллега в плане того, что окружение, оно, если у Путина откажут тормоза, и он реально начнет отдавать приказы о обстреле нашей территории или наших позиций, то там может, очень высокая вероятность того, что случится просто дворцовый переворот в лучших традициях Российской империи. Кстати, американская сторона тщательно подводит именно к такому сценарию событий. Почему? Потому что американцы больше всего боятся развала Российской Федерации. И они согласны на смену политической элиты и надеются на смену политического курса. Но ни в коем случае они не боятся допустить развала России. Пане Микола, что скажете, на чью помощь нам нужно рассчитывать? И вот пан Олеже упомянул визит Зеленского в Турцию. Как вы думаете, был ли он связан с эскалацией ситуации на Донбассе? Думаю, що партнерство України і Туреччини, воно достатньо стратегічне, але, скажімо, сьогодні потрібно збирати всі сили, в тому числі і Туреччину, і Британію, і Сполучені Штати, і Катар, і Японію. Весь світ сьогодні потрібно мобілізувати. Ми ж не воюємо тільки за себе. Ми сьогодні – це східний край Європи, по-перше. Друге, ми воюємо за світовий законний порядок. Росіяни почали переписувати світові правила, за якими весь світ після Другої світової війни. Їм ніхто на це дозволу не давав, і це самоуправство, яке вони почали грати на глобальній карті, скажімо так, явно завершиться погано для Путіна. Питання просто, коли воно дійсно завершиться. Друга річ, на рахунок, власне, на кого розраховувати, в першу чергу треба завжди розраховувати на себе. В Україні немає кращого союзника, ніж ми самі. Тому що це наші проблеми, це наша територія, це наші люди. І якщо ми будемо думати, що хтось інший нас врятує, це така дуже коротка гра. Дійсно, є союзники, є партнери, є люди, яким вигідно наше існування просто. Як би це прагматично, цинічно не звучало, але це правда.
цим теж треба користуватися. Нам будь-яка допомога, яка сьогодні може бути, як колись сказав попередній президент, що начебто рушники нам не допомога, і рушники допомога, все допомога. Все, що дають, ми готові брати. Але світу треба пояснювати і те, щоб вони розуміли, що ми не боремося тільки за самих себе. Ми боремося в тому числі за них. І в тому числі ми чекаємо на їхню допомогу. Тому сьогодні і інформаційна безпека, і інформаційне протистояння, і військове, і економіка. Тому що, перефразовуючи слова Сталіна про те, що гроші – це м'язи війни. Якщо ми будемо бідні, якщо у нас не буде чим заправляти наші літаки, танки, давати заробітні плати нашим військовим, щоб вони відправляли в тому числі і кормити свої сім'ї, ми так війну не виграємо. Ну і найголовніше, ми повинні показувати всьому світу, що ми якраз таки на стороні правди. І ось ця війна Давида проти Голіафа, вона повинна бути дійсно підтримана і дипломатично, і медійно у всьому світі, що Україна, в якої в 16 разів менша армія, протистоїть такому монстру, як Російська Федерація, з їх глобальними, просто імперськими амбіціями. Ось це, мені здається, якраз таки наш план. І найголовніше, що ми повинні якраз таки мобілізовувати наше населення, ми повинні мобілізовувати нашу армію у випадку, якщо це знадобиться. Але в жодному разі не грати на почуттях, в жодному разі не займатися бравадою. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагл, у нас Микола Давидюк був з нами на прямому зв'язку. Політолог, директор аналітичного центру «Политика». Ну а завтра министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует отправиться с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. Предлагаю послушать цитату. Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північно-Атлантичним альянсом, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Пане Олеже, чего нам ожидать от этой встречи и с чем вернется Дмитрий Кулеба в страну? Я думаю, на этой встрече будут обговариваться вопросы партнерства, и в том числе вопросы военно-технической и военной помощи Украине. Это и предстоящие учения, это и предоставление имущества, и вполне возможно, что предоставление неких образцов летального оружия. Вот с этим они будут обсуждать. Об этом будет главная тема переговоров, и я думаю, что они придут оттуда с положительным результатом. Почему? Потому что на сегодняшний день, к нашему счастью, Украина становится центром большой геополитической игры. Все понимают, что, вот смотрите, НАТО не может допустить прямого боевого столкновения с Россией, потому что это будет один раз и навсегда. И это будет блицкриг не в пользу Российской Федерации. Исчезнет образ врага, может развалиться вся мировая система. Но есть государство под названием Украина, которое реально ведет боевые действия с вооруженными силами Российской Федерации. Что надо сделать? Надо ей помочь. Так, чтобы можно было с необходимым объемом или с необходимым давлением и в нужное время давить на Российскую Федерацию. Вот в этом наша геополитическая роль. И, кстати, в качестве подтверждения скажу, что впервые за послевоенный период, я имею в виду со Второй мировой войны, Япония, которой запрещено иметь вооруженные силы, но они называются у нее силы самообороны, они поняли, что для того, чтобы получить свои Курилы в состав Японии, надо поддержать Украину в противостоянии с Россией. И Япония официально на 2021 год подтвердила свое участие во всех учениях НАТО, проводимых в Украине. Они будут принимать участие и в морских учениях «Сибриз» 2021, і в учениях «Об'єднані усилля 2021. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагл, у нас Олег Жданов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия столкнется с ценой и последствиями в случае усиления агрессии против Украины. Об этом он сказал в интервью каналу NBC. Вот его цитата.
Я повинен сказати, що у мене реальна стурбованість щодо російських дій на кордонах з Україною. На цих кордонах зараз зібрано більше російських військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія вперше вторглася. Президент Байден дуже чітко висловлювався: якщо Росія поводитиметься необдумано чи агресивно, буде ціна, будуть наслідки. Він також є чітким щодо пропозиції, коли мова йде про Росію, що у сферах, які становлять спільний інтерес, ми повинні працювати разом. Наприклад, щодо контролю над озброєнням. Тож питання у тому, чи збирається Росія далі продовжувати діяти агресивно та необдумано. Якщо так, президент був чітким: буде ціна і будуть наслідки. В России, естественно, отреагировали. В Кремле считают, что повторение таких заявлений обесценивает эти высказывания. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз, заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются. С нами сейчас на прямой связи Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Висконсин. Пане Юрію, вітаю вас, селям алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Пане Юрию, как там в Америке, как с Америки смотрят на украино-российской границе ситуацию, как оценивают, на какое место эта ситуация занимает в средствах массовой информации США? Знаете, это интересный вопрос, потому что для того, чтобы правильно оценить ситуацию, надо понимать, что американцы более чем практически другие люди следят за информацией, тем, что происходит только в Соединенных Штатах. Поэтому посмотреть за пределами Соединенных Штатов нам часто не любопытно, просто потому что столько всего и так происходит у нас в стране, у нас там, я не знаю, хватает дел, не будем перечислять. Но тут важно понимать, что для администрации Байдена то, что происходит в Украине сейчас, невероятно важно, потому что администрация это говорит всеми своими действиями и показывает, что администрация Байдена рассматривает мир как бы, с одной стороны, есть демократии, демократические страны, а с другой стороны, есть авторитарные. И авторитарные страны на данный момент это Россия, это Китай. И более того, Америка в основном больше озабочена Китаем. И, кстати, тут надо заметить, что мы также выразили поддержку не только Украины, наш госсекретарь и так далее, но еще и поддержку Тайваня, потому что это еще одна такая страна, которая находится в тяжелой позиции из-за опасного соседа. Поэтому мы видим, что здесь определенные есть параллели, и несмотря на то, что об этом не любят, так сказать, не часто об этом сейчас говорят, недостаточно. Если послушать пресс-брифинги администрации, то они все время говорят об Украине при любой возможности. Это очень важно. Ну а как сейчас вот конкретно реагируют на стягивание российских войск к границам Украины и как оценивают возможное вторжение, полномасштабное вторжение России в Украину? Ну, мне кажется, что есть четкое понимание, что ту роль, которую сыграет в данной ситуации Запад, определит и повлияет на то, что произойдет на границе с Украиной, и как-то повлияет на действия России. Потому что даже если остановить Россию от прямых вооруженных действий напрямую, скорее всего, практически невозможно, как говорит госсекретарь Блинкен, важно поднять цену такого решения и, я бы даже сказал, издержки такого решения. И издержки этого решения будут очень серьезные. Это то, что сейчас пытается донести администрация Байдена до Кремля, чтобы они поняли, что вот эти все звонки, про которые нам все время рассказывают, что это активизация деятельности. А после этого, несмотря на то, что американские войска, никто не ожидает, что американские войска окажутся в Украине, бить нужно на Западе по больному месту Кремля, по деньгам и по кошелькам кремлевским. И это будет происходить очень более активно. Единственная проблема для телезрителей, что если взять какого-нибудь условного Патрушева и забрать у него пару миллиардов, то он узнает об этом, а мы, может быть, не узнаем. А есть ли вероятность отключения России от международной банковой системы SWIFT? Вот на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, депутат Европарламента Германии говорил о том, что если Россия продолжит агрессивные действия, Запад наконец-то должен уже сказать, что может ее отключить от SWIFT.
Вы знаете, просто надо понимать, что есть разница между возможно и вероятно. Все эти действия возможны. Их вероятность возрастает с каждым действием Кремля. Потому что у Запада есть определенные вещи, которые могут быть использованы, включая отключение от SWIFT. Это большие вещи, но то, что делает Кремль, это тоже не маленькие вещи, потому что Запад пытался долгое время закрывать глаза, игнорировать и как-то пытаться что-то сделать, чтобы надеяться, что ситуация решится сама собой. Но ситуация не решается сама собой, и Кремль только наращивает свою агрессивность. Поэтому решение западной стороны, которое, естественно, SWIFT — это тоже денежная среда, это становится все более вероятным, хотя насколько это вероятно и как это изменит ситуацию, нет уверенности, что одно какое-то решение абсолютно к чему это приведет? Это приведет к тому, что люди России выйдут на улицу и скажут: нас отключили от SWIFT, все, мы хотим, чтобы в Кремле был кто-то другой. Это не всегда приводит к таким результатам. Это очень часто санкции, наоборот, помогают режиму укрепиться, но, с другой стороны, ослабляют его на долгую игру. Поэтому, по крайней мере, мы знаем, что пока кремлевские деньги на Западе, если это кремлевский триллион или как бы это ни называлось, то вот туда пойдет, мне кажется, большинство энергии Запада. В случае полномасштабного вторжения России в Украину, как вы думаете, какая будет реакция США и какие будут действия, учитывая, что сегодня разведка Украины, а многие здесь военные эксперты высказывают обеспокоенность по этому поводу и говорят о возможности такого полномасштабного вторжения. Сегодня пресс-секретарь Зеленского Мендель заявила о том, что на границах с Россией сконцентрировано более 80 тысяч российских военных, из них 40 тысяч находятся на территории временно оккупированного полуострова. Вот как будут действовать США? Как вы это видите? Знаете, во-первых, я хочу выразить поддержку всем жителям и гражданам Украины, которые находятся сейчас под таким давлением и риском, что страна окажется, вторжение будет в страну военное. Это очень тяжело, и я хочу просто выразить поддержку тем людям Украины. Спасибо. И я уверен, что администрация Байдена будет вести себя правильно, но насколько это возможно, осторожно, потому что начинать ядерную войну с Россией тоже никто не хочет. Поэтому нужно просто, видимо, посмотреть на примеры того, как США вели себя в подобных ситуациях в Югославии или в Ливии, когда происходит конфликт, и от этого начинают страдать мирные жители в больших количествах, начинаются беженцы. Это ужас. Я думаю, что администрация Байдена будет намного меньше нервничать по поводу той реакции, которая произойдет на это, чем администрация Барака Обамы. Я очень хорошо отношусь к бывшему президенту Обаме, но я думаю, что президент Байден будет меньше нервничать и будет легче принимать большие решения, которые могут привести к большим последствиям. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Юрію. Юрій Рашкін був з нами на прямому зв'язку, депутат окружних зборів округу Року у штате Висконсин. Саголнус. Ну а я с вами вынуждена сейчас попрощаться. Но вы не отключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Муждабаев. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. С вами работала я, Гульсум Халилова. Корушкенji.
Туреччина побудує 500 квартир для кримських татар, які були змушені покинути півострів через російську окупацію. Міжурядову угоду про це підписали на найвищому рівні під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Будувати будуть в Миколаєві 200 квартир, ще 200 в Херсоні і 100 у Києві. Як заявив президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган, будівництво житла – це сімейний історичний борг, підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. А за словами президента України, це важливий гуманітарний проєкт, який ще більше зближує наші народи. Крім цього, Туреччина планує побудувати в Києві мечеть. Як відзначили в Офісі президента України, угода дозволить врегулювати правові аспекти та визначити механізми співпраці в питанні будівництва житла. Для нас є сімейним історичним боргом підвищення стандартів життя для кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину. Я відчуваю велике задоволення бачити, що ми поділяємо з Україною спільну думку з цього приводу. У нас є проекти побудови житла і мечеті для наших братів кримських татар. У проекті побудови житла ми тільки що зробили конкретний крок. Сподіваюся, що ми найближчим часом подолаємо певний відрізок часу на шляху реалізації проекту побудови мечеті. Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату «Кримська платформа», взяти участь у її інаугураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Місяць терпіння та єдності. В мусульман почався священний місяць Рамадан, час молитов і посту. Близько 30 днів ті, хто сповідує іслам, мають очистити думки, творити добрі справи, молитися Аллаху і просити в нього вибачення за гріхи. До заходу сонця потрібно утримуватися від їжі та води, але діти, вагітні жінки, хворі та мандрівники звільняються від посту. Рамадан настає з появою на небі нового місяця. Цього року це припадає на понеділок, 12 квітня. Увечері мусульмани здійснюють першу молитву – таравіх. Закінчиться Рамадан орієнтовно 13 травня великим святом Ораза Байрам. В месяц поста – это месяц щедрости. Известно, что пророк Мухаммад, мир ему, был самым щедрым человеком. В месяц Рамадан был особо щедр. Настолько щедр, словно свободный ветер, так сказано. Поэтому человек, насколько он может, настолько должен быть щедр. То есть и пророк Мухаммад, мир ему, мы знаем, говорил: защитите себя от адского огня хотя бы половинкой финика. То есть неважно, сколько ты пожертвуешь на пути Всевышнего. Чем ты поможешь? Важно твое намерение, насколько оно великое. Вот это важно. Поклонение, оно требует совместного участия и объединения людей, которое очень заметным становится в месяц Рамазана, оно потом продолжается и после завершения Рамазана. И для людей в их сегодняшней трудной жизни само по себе объединение между собой очень важно, это помогает им жить. Подарунки та квіти на честь початку священного місяця Рамадан отримали рідні кримсько-татарських політв'язнів. Батьки, чиїх дітей кинули до російських в'язниць за надуманими обвинуваченнями, потребують підтримки та турботи, кажуть у Кримській солідарності. Все, что может дать в этом сложном мире полном испытаний один человек другому, это немного заботы и немного тепла. И мы надеемся, что сегодня мы согреем наших общих родителей, которые сейчас в разлуке со своими сыновьями, и обязательно увидим день, когда они вернутся домой. И мы очень хотели бы, чтобы весь месяц Рамадан двери этих семей не закрывались, и они чувствовали заботу своего народа рядом.
Так званий потерпілий за сфабрикованою справою Чубарова його не знає. Про це повідомив адвокат голови Меджлісу Олександр Осокін після чергового так званого судового засідання окупаційного Верховного суду Криму. Сьогодні сторона захисту продовжила надавати докази невинуватості Рефата Чубарова, обвинуваченого в організації безладів на мітингу 26 лютого 2014 року біля будинку Верховної Ради Криму. Крім цього, за словами адвоката, на засіданні допитали 3 свідків захисту. Вони заявили, що всі дії голови Меджлісу були спрямовані на те, щоб зупинити насильство. А тисняву спровокували проросійські активісти, яких організовано привозили на мітинг автобусами. В ходе допроса потерпевший пояснил, что никаких претензий к Чубарову Рефату Абдурахмановичу он не имеет. Больше того, он и не знает, кто это вообще. Соответственно, никакой информации о том, что кто-либо организовал ту давку, которая была 26 февраля 2014 года возле здания Госсовета, этой информацией он не обладает. Окупаційні кримські слідчі висунули голові Меджлісу звинувачення за 2 статтями. Йому закидають організацію масових заворушень та публічні заклики до порушення цілісності Росії. Так званий суд почався у липні минулого року. В Лондоні, Берліні, Празі та Кишиневі пікетували російські посольства на підтримку незаконно затриманого Владислава Єсипенка. Люди відгукнулися на заклик дружини позаштатного кореспондента Радіо Свобода Катерини. До стін амбасад країни-окупанта прийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами «Крим – це Україна». Владислава Єсипенка, нагадаю, ФСБівці затримали наступного дня після акції до дня народження Тараса Шевченка, яка відбулася 9 березня у Сімферополі. Йому закидають незаконне виготовлення зброї та боєприпасів. Ще один український військовослужбовець загинув на Східному фронті. Він отримав кульове поранення несумісне з життям, повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил. Про це українська сторона проінформувала представників ОБСЄ. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей, йдеться в повідомленні. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Окупанти вирішили відзначити 77-му річницю визволення Керчі від нацистів пострілом з гармат. На морвокзалі встановили 2 гаубиці, але щось пішло не так. Після команди «Вогонь» одну з них заклинило. З другої спроби все ж вдалося 4 рази вистрілити холостими у бік моря. Ефект вийшов не зовсім святковий. Від гуркоту гармат у машин спрацювала сигналізація, а в будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки. Як розповіли місцеві жителі, відновлювати розбите скло в навколишніх будинках після святкових пострілів вже стало місцевою традицією. Один снаряд! Огонь! Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР в рамках марафона Save АТР, который длится уже больше 2 месяцев. У нас, к сожалению, 2 недели был карантин, связанный с ковидом. Как бы кто-то болел раньше, позже, а потом, тут не так много людей работает сейчас. И вдруг начался массовое заражение, и мы, коллектив, на карантин отправился. Вот, это не наша вина, но так получилось. У нас нет запасных составов ни на одной позиции журналистской, ни на технической. Еще раз приношу извинения, я думаю, вы нас понимаете. И спасибо, что поддерживали нас все это время, и ничего не завершилось. Мы продолжаем бороться за наше право иметь голос в эфире украинского телевидения, телепространства. Я хочу начать этот эфир с хорошей новости, которых мы давно не слышали.
посольство Чешской Республики решило оказать помощь материальную телеканалу АТР. И я очень благодарен чехам. Вот, я даже, если вдруг есть такая возможность, попросил бы флаг Чехии вывести на этот большой экран. Вот, потому что это поступки достойные. И Чехия — страна, которая сама на себе познала когда-то русский сапог на своих улицах. Видимо, люди, которые это помнят и работают в посольстве Чешской Республики, я им за это страшно благодарен. Вот, и от всего коллектива благодарю. И если бы каждая западная страна, каждый член ЕС выполняла бы, не то что выполняла, а поддерживала ту самую резолюцию Европарламента по АТР, то, наверное, как бы нам было бы попроще выживать в любых условиях, и мы бы меньше зависели от умонастроений в разных слоях украинской многослойной, как вот, не знаю, с чем сравнить, значит, власти, да, то такое, то такое. Здесь красное, здесь белое, и непонятно, кто следующий. Но для того, чтобы как раз в этом, ну, я так понял, про флаг Чехии не получается у нас показать по техническим причинам, но будем считать, что мы сидим с флагом Чехии здесь. Спасибо вам, друзья. Вот, чтобы как-то разобраться в этом во всем, мы же тоже за своей борьбой за просто выживание за наш Крым не вникаем во все нюансы украинской политической жизни, бурлящие каждый день, просто как в чайнике. Вот, и чтобы отделить главное второстепенное и вообще понять, что происходит, я пригласил сюда человека, который точно в этом разбирается. Конечно, он ангажирован в своей партии, потому что он один из создателей партии Демсакира, но человек очень разумный и интересный. Виктор Трегубов в гостях АТР. Здравствуйте. Вот. Ну вот, смотри, мы... Вот сегодня какая последняя новость у нас? Политическая. Я тебя не подкалываю. Ты знаешь, сложно сказать, потому что для меня вот сейчас моя повестка – это возможное обострение на границе. Я сейчас немножечко выпал именно из-за этого. Я сейчас не так внимательно слежу за тем, что происходит внутри, как за тем, что происходит на границах. И я просто... Ну, знаешь, вот я специально, нет, я тебя не проверял, конечно. Я просто думаю, что у нас вот часть журналистов, каких-то аналитиков, если спросить, какая главная тема в Украине, они будут говорить что угодно, вплоть до смерти принца британского. Да? Я открыл ленту, и оказывается, у нас все знали британского принца. Очень переживали за него все эти... В основном лично. Да, все эти 99 лет украинская журналистика, публицистика жила, так сказать, одной жизнью с принцем. Вот, и очень скорбела по этому поводу. Уверен, что эти люди вообще не знали ничего про него. Ну, погуглили. Это вот. Но повестка главная – это, конечно, война. Да. Да? Я не помню, кто это сказал, то ли Пиантковский, этот русский известный аналитик, который живет в Америке сейчас, что на фоне этой войны надо бы украинским элитам, ну, как мы их там не любим, по крайней мере, здоровым ее частям из разных партий, надо как-то немножко, так знаешь, встряхнуться и произвести нечто вроде какой-то польской солидарности, да, или литовского консенсуса за НАТО и ЕС, да, то есть кто бы ты там ни был, но вот как-то надо спасаться, вот тут на весло тебе, на весе погребли, да. Есть ощущение, что такое может произойти, или мы будем драться до конца уже, да? Ты знаешь, маловероятно. Тут для того, чтобы этого понимания было, нужно какое-то чуть больше эмоциональное, что ли, вовлечение в то, что происходит. А у нас люди не умеют, к сожалению, очень часто, вот именно политики, они настолько сконцентрированы на том, что они знают, на том, в чем они живут, что для них, ну, война, пока в дверь не постучится, они знают. Они оперируют этой терминологией, они постоянно говорят о том, что это есть, это важно, но они, как тебе сказать, у них не живет на подкорке вот это ощущение. Вот у меня вот последнюю неделю живет одна мысль. У меня контракт резервиста не заключен. Я резервист в первую очередь, как все воевавшие, но вот контракт резервиста у меня не заключен. Надо быстренько сбегать в части заключить, потому что, ну, чтобы меня призвали... Чтобы попасть в свою часть. Да, чтобы меня опять, собственно... А где ты служил? Не могу сказать. Все, понял. Вот именно есть такие специфические... Таинственный, как Арестович. Нет, есть просто части, где это запрещается законом. Кстати, Арестович тоже, он в разведке вроде. Кстати, у Арестовича, по-моему, нет. По-моему, у него как раз не запрещено. Ну, да? Не знаю, но человек имеет просто право не говорить. Хорошо, это же, в конце концов, не очень важно. Да? Важно другое. Но вот это, конечно, очень печально, потому что если бы ты это говорил про домохозяйку из там Хмельницкой области, ну да, до нее, возможно, это может дойти только когда уже совсем там, ну, кто
кто-то близкий, призыв, бомбежка или что-то еще. Да? Но до политиков, мне кажется, зачем их народ выбирает? Наверное, для того, чтобы до них быстрее доходило. Да? Чтобы они принимали решение. Пока у народа есть время на раскачку, эти должны концентрированно собраться, сказать вот то. Сегодня Зеленский сказал, прям вот дословно можно процитировать, сейчас скажу, а можно и не дословно, но это очень короткая новость была. Зеленский сказал, что вероятность нападения России высока, и государство Украина к этому готово. Сказал он в интервью, по-моему, BBC корреспонденту во время поездки вот на Донбасс. А что ты думаешь по твоим данным? Ну, смотри, тут с моей точки зрения, то, что сейчас происходит на границе, это не подготовка к войне, а это некое действие с открытым финалом. То есть я абсолютно уверен, что даже сейчас, даже в России нет единого плана о том, что будет происходить. Есть объективная потребность, которую для себя видит Путин. Это потребность начать внешний конфликт. Но это не обязательно означает, что они пойдут на Киев. Это даже не означает, что они пойдут на Донбасс. Это может все еще превратиться в блеф. Я очень часто вот на разных конференциях, в том числе было на нескольких конференциях с НАТО, и пытался объяснить, очень сложно объяснить на самом деле западному человеку вот эту логику. Но это логика уличного гопника. Вот уличный гопник видит, вот тут идет какая-то такая потенциальная жертва. А вот сидят пацаны, на фоне которым надо зарисоваться и поставить себе на районе. Он к ней подкатывает и начинает додалбываться. Он при этом очень внимательно смотрит, как она себя поведет. Вот даст ли она слабину или не даст. Вот если она даст слабину, не вопрос. Если она там начнет мямлить, говорить, хорошо, давай я тебе там, не знаю, одну купюру дам, и ты от меня отстанешь, вот тогда он продолжит агрессию, вот тогда он усилит агрессию. А если ему сразу скажут, я тебе сейчас вскрою здесь, он начнет сказать, что, брателло, я пошутил в натуре, ну что ты, вот. И очень сложно, да, например, ну, я это доносил до шведов. Шведы очень сложно понимают. Да. Но мои шведы, они все, так сказать, из одной разведшколы, как я шучу, из школы переводчиков военных, они дипломаты, там такие, ну, понимающие Россию, да, но в среднем трудно. Но люди, воспитанные в культуре компромисса, вот им сложно понять эту логику. В культуре разумного компромисса, я сейчас им говорю, вот сейчас к нам, банально на нашу границу подвалил вот этот гопник. Он взял все, он там уже нож достал, в другой руке там разбитая бутылка, он уже максимально грудь напялил, челюсть выпятил. Все зависит от того, как мы отреагируем. Его дальнейшие действия зависят от того, как мы отреагируем. Причем я имею в виду не только Украину, а вообще, в принципе, мир. Коллективный мировой разум. Как я отреагирую, как ты отреагируешь, как Байден отреагирует. Ну, вот в этой троице кто-то один больше имеет значение, по-моему. Наверное, ты это. Страшная сила. Вот, жалко, принц Филипп не должен. Ну да, именно так это и обстоит. То есть нас сейчас пытаются шантажировать. Эффект этого шантажа зависит от того, поддадимся ли мы. И более того, я уверен, что чем агрессивнее мы себя поведем в ответ, тем меньше шансов того, что на самом деле состоится конфликт. Ну, не знаю, откуда ты так хорошо знаешь русских, но нормально. Ну, знаешь, я даже когда-то год в Москве прожил. Правда, это было сколько лет назад? 15. Вот, но было. Год он в Москве прожил. Да. Кому ты это рассказываешь здесь про год в Москве? Короче. Ну, чуть-чуть, знаешь, было время подучить. Да, значит, все-таки за это время понял. На самом деле, вот западники, в основном, они не учитывают психологию. Они считают, что все люди, в принципе, одинаковые, но с нюансами. Там кто-то там чуть эмоциональный, кто-то... Они не понимают вот эту полностью перевернутую картину мира, да? Вот эти понты, доказательства, что сильней, культ вот этого страха, силы там и так далее, надутых щек. Вот. Действительно, трудно, правда, объяснить, я тоже с этим сталкиваюсь. Но вот рационально, из всего того, что есть, я думаю, что им есть смысл, они могут это думать, сделать хапок Днепровской воды. То есть захватить такую или такую территорию. Ну, в идеале это вообще все. С Одессой матушкой, царской мать городов южных русских и так далее. Вот. Не знаю, я опять не о том, насколько это реализуемо. Я о желаниях. Давай сейчас о желаниях поговорим. Смотри, да, опять-таки, это действительно возможно, если они нащупают там слабину. Именно там. Если, знаешь, у меня есть много знакомых с хорошей военной экспертизой, которые говорят, один говорит, они точно полезут с Приднестровья, другой говорит, они точно попытаются отрезать Буджак. Третий говорит, нет, вообще неправильно, ребята, они точно ломанутся через Харьков. Кто самый хитрый, вспоминает, что есть еще Беларусь, которая может просто пройти на Волынь, вот буквально на Волынь. Все возможно, действительно. Вопрос о том, нащупают ли они слабину, где они ее нащупают. Они сами еще не знают. Они, безусловно, готовятся и к этому сценарию,
Есть ли у них сценарий пробить кишку до Каховки? Безусловно. Есть ли у них сценарий отторгнуть Одессу? Безусловно. Есть ли у них сценарий охватить наших, например, высадив десант через Азов? Безусловно, они на Азов уже нагнали достаточное количество десантных катеров. И они готовы сделать все из этого, либо не сделать ничего из этого, если они поймут, что им просто дадут по зубам. Вот я говорю, да, не вопрос, есть куча направлений. И они сейчас именно и решают, с какого направления зайти. И зайти ли вообще хоть с какого-либо. Я абсолютно уверен, что в России сейчас не знают. Финальные решения не приняты. Финальные решения, более того, зависят от нашей реакции. Я абсолютно уверен, что не было бы Донбасса, если бы сопротивление тогда именно на крымском направлении было бы серьезнее. Я абсолютно уверен, что никто бы не попер на Славянск. Помнишь Крым? Они же, вот этот референдум, они же не сразу говорили, что он будет в мае. Угу. Путин озирался, как тот гопник. Он смотрел, а кто-то впишется за Украину, который так вот немножко там с ножом в спине после Майдана и так далее, и так далее. Нет, ну все, тогда бери, беги, как говорится. Да? Он смотрел на реакцию Обамы, которой не было. Обама вообще не отвечал ни на имейлы, ни на звонки, ни на что. Насколько я понимаю, с нашим руководством говорила Меркель, которая говорила только ни капли крови. Ну вот это голод мира, мы вам поможем. Но это, конечно, пусть Рифат Чубаров в воспоминаниях своих пишет, и, не знаю, там наш кровавый пастор, что там было вообще сюда. Но что такое чувствовал, что и вот тут путинский, он не был уверен в себе до конца. Иначе бы он сказал, это моя армия. Ну, правильно? Да. Вот. Он год это скрывал, даже после того, когда уже всем стало все ясно. Он смотрел, да, потом он посмотрел, ничего. Все. И он сразу переносит на 15 марта этот референдум, быстро его проводит в любом виде, значит, и объявляет Крым Россией. Но сейчас, наверное, такое невозможно уже. Тогда просто предательство было тотальное, никто не выстрелил. Сейчас-то стрелять-то будут, но однозначно. Откуда мы не пошли? Да. Ну тут смотри, самые осторожные из тех, кто у меня вот анализирует эту ситуацию, говорят, что они сейчас просто хотят фактически завести уже российские войска непосредственно на оккупированной территории. Раскрыться как бы. И изменить статус оккупированных территорий. Присоединить к себе? Да, то есть речь идет не о боевых действиях, а все вот это вокруг наших границ стоит для того, чтобы Украина не поперла, когда они объявят об аннексии. Возможно, ну вот это возможно. Другое дело, что с моей точки зрения это тупо, потому что получив, да, не вопрос, но аннексируют. Путину невыгодно, как говорят. Путину это невыгодно, но и Крым присоединять было невыгодно. Но все забывают о том, что Путин вообще не рационален. Вот, безусловно, вот получить сейчас Донецк, или там, не знаю, или эту Горловку, или Торез, где уже на последнем камне последний гриб растет, вот, это невыгодно, это уже хуже, чем Абхазия, это уже выжженная земля, где просто сидит куча населения, который, прости, последний без соли доедает. И это невыгодно с рациональной точки зрения, но это невыгодно России. А Путину, который, может быть, хочет повторить себе вот эту инъекцию рейтинга перед следующими выборами, может быть, он считает, что ему это выгодно. Можно считать, что кратковременный эффект это окупает. Ну, смотри, давай такой сценарий рассмотрим. Вот он вводит войска, эти все Борода или кто там сейчас эти будущие все 200-е, они, значит, говорят, возьми нас, царь-батюшка, наконец, хохлов, прими несчастных, там, сказать, малоросиков. И Путин такой, ладно. Ну и вводит войска, и все это становится, ну, что Донбасс, это Донбасская республика, может быть, такое название, там, не Луганская, да нет, народы разные, безусловно. Языки... Что же разделило этих братских народов? Вот. Ну вот, допустим, Донбасская, как Республика Крым, вот сделана, Республика Донбасс или Донбасская республика, по трудовому, по рабочему, по нормальному. Это сразу Минск, крест. Все, что как бы... А что, вот если Минск крест, а что дальше? Санкции все на Минске завязаны. То есть они остаются, но будут и большие санкции, понятно, да? Да. Ну а что, какой уровень санкций может быть, если такое? Ну, сложно сказать, например, отключение от СВИФТа. Я надеюсь на секторальные, вопрос в том, пойдут ли секторальные. Самая болезненная санкция, которая возможна, это санкции на продажу углеводородов. Вот. Никто на это, конечно, не пойдет, но они возможны теоретически. А так, скорее всего, отключение от СВИФТа, отключение от мировых платежных систем. Не то, чтобы они к этому не готовы, в принципе, то есть это Россию не убьет. Но другое дело, что у них и так сейчас ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Поэтому, ну, будет еще более нехорошее, но опять-таки тут следует очень четко разделять плохо для России и плохо для Путина. Это разные вещи. Ну-ка, ты как русский либерал заговорил. Нет, ну серьезно, то есть я
Я утверждаю, что аннексия, вот именно сейчас аннексия этих территорий для России, для государства, вот если бы я был русским патриотом, я бы сказал, что это невыгодно. Так мы далеко зайдем. Россия это Путин. А Путину выгодно. Ты же знаешь, все. Зачем нам это двое? Он тебе сам сказал. Не он, этот Володин, его вот этот холоп Володин. Вот он сказал, что без нашего Солнцеликова есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Так история в том, что и санкции Путину выгодны. Понимаешь? Санкции Путину выгодны. А увлечение конфронтацией с Западом Путину выгодно. Все, значит, он может, тогда наш вывод, что он может пойти на агрессивные действия в какой-либо форме. Марье Ивановне из Барнаула будет хуже. Ему будет лучше. Вот и все. Там, мне кажется, больше всех вот этот так называемый русский народ презирает Путин. Он их вообще за людей не считает. Совсем. А с чего бы ему считать за людей собственный ресурс? Невозможно людей считать за людей и использовать их в качестве ресурса. То есть ты сначала должен человека дегуманизировать полностью, а потом относиться к нему как к нефти, например. Вот, потому что либо ты его воспринимаешь равной себе, либо ты его воспринимаешь нефтью, компостом, не знаю, алюминием. Нет, нефть это все-таки какой-то срок должен пройти, чтобы из компоста получилась нефть. Ну, помнишь, Суворов уже, когда воевал, вот я всегда задал вопрос с детства. Что ты, Суворов, делал в Альпах? Что ты там делал? И главное, зачем? Зачем? Так все просто. Чемоданы денег, которые они своих крестьян сдавали в аренду. Нефти не было тогда. Шкурки, видать, какая-то уже не так была мода, какая, может, на шкурных, пеньку. Они брали этих мужиков русских и их продавали туда, как мясо пушечное. Рекрутов и все. Там бешеные деньги платили Суворову. Он наемнической армией руководил вот этим. Ну да, второй дешевый поход был абсолютно бессмысленным, но ладно. Нет, бабло-то он заработал. Да, в этом плане да. Он с собой возил чемодан денег. Чемодан. И виноград чемодан. Он действительно был аскет, он мог есть гречневую кашу, но чемодан денег с собой возил. Так аскетин своего. Каждая соринка тоже витаминка. А знаешь, как они в Крым ходили воевать? Вот крымские войны все вот эти бесконечные, да? Я думал, что-то новое есть, хотя бы чуть что-то новое. Ничего, кроме интернета. Русских звали, вот там вывешивали объявления, там глашатые какие-то, крестьянам объявляли, там каким-то горожанам, что иди грабь, убивай просто. И получишь свою... Сейчас за холодильник кредитный-то какой-нибудь там, он идет убивать. Тогда он убивал за кусок земли какой-нибудь. Убей татарина, забери кусок земли и живи нормально. Мотивация вообще не изменилась. Совсем. Да, если будешь знать, что с ней делать, как ее орошать, да. А что, вот мы вчера обсуждали, твое мнение хочу услышать. У меня тоже свое есть, может, я добавлю, может, нет. Вот была денацификация, да? Когда немцам объяснили, что вы так вот несколько лет вели себя как очень плохие. Поэтому, значит, забываем вот это и это. Вот здесь устроимся, здесь вот там выкапываем могилы, здесь каемся, здесь молимся, здесь создаем парламент. Значит, никакой армии, оружия. Но все, вы все-таки остаетесь немцами, там и все, да. Здесь страна, в которой дофига разных этносов, да? Да. Вот она, в том, что она потерпит поражение, я не сомневаюсь ни секунды. Что потом с ней делать? Вот с этой территорией, с этим народом. Это зависит от того, какое поражение она потерпит. То есть сокрушительно. Да, я-то понимаю, не в этом речь. То есть вопрос в том, будет ли, например, в Москве иностранная администрация. Ну, конечно, однозначно, как еще. Вот если будет, то тут, понимаешь, возможно, очень разные движения. Я, например, не верю в то, что удержится Кавказ. А вот в то, что удержится какой-нибудь Чукотка, вот, которая вся фактически держится на связи с внешним... Вся связь с внешним миром, вся экономика проходит через Москву, вот она, скорее всего, удержится. Татарстан может не удержаться, а Чукотка, скорее всего, удержится. А ты глобус-то помнишь? Помню. Какая страна ближе всех к Чукотке находится у нас? Соединенные Штаты Америки. Я тебе что? Администрацию там установить, это всего лишь там на самолете долететь. Вопреки популярным в России мифам, Соединенные Штаты Америки крайне негативно относятся к колонизации чужой территории. Нет, они просто знают, что кого там колонизировать. Мой любимый, знаешь, какой анекдот? Россияне всегда были гордым и свободолюбивым народом. Порой их угоняли в рабство. Но они и там не работали. Да. Поэтому и такое население захватить, да не дай боже тебе. Но смотри, вот мне все-таки кажется, произойдет с ним такая история. Вот что я имею в виду под сокрушительным поражением? Это не обязательно полностью разбомбленная страна. Японии хватило 2 бомбы, страха хватило и осознания собственной беспомощности. Все. Они сдали оружие, все. То есть страна, в принципе, сохранилась вся. Да? Там же не было такого. Но это мононациональная страна. Здесь совершенно все другое. И мы еще забываем про такие народы, которые владеют наибольшим богатством России. Это ханты, манси, это якуты. Да? Там деньги такие.
Если бы они получали такую же ренту, как жители там Катара или там какой-нибудь там, не знаю, ОАЭ, да, то каждый там хант ездил бы, я не знаю, на личном автобусе. Вот просто, да. Надо ли эту федерацию принудительно расформировать? Вот тогда Запад не решился же. Они же даже были против того, чтобы Литва выходила из СССР. Они Ландсбергусу звонили, говорят, что вы делаете. Горбачев хороший, оставайтесь. Хотя формально не признавали никогда Америка. Я спросил его, а что вы им сказали? Он говорит, я послал их на 3 буквы. Вот были такие попытки. Сохранить хоть что-то, чтобы не было страшно. Да? Они боятся ее разбирать, в частности, и из-за ядерного оружия, и из-за доступа к ядерным материалам, и из-за доступа к этим ресурсам. Они реально, ну, это объективный страх. И из-за Китая рядом. Да, открылось, чтобы сказать, может... да, и есть страх, например, что если Сибирь отойдет Китаю, то, в принципе, глобальному миру, может быть, будет еще хуже. Ну, по крайней мере, я вполне понимаю, что, наверное, из Соединенных Штатов или из Японии это так и выглядит. Ну, то есть, все-таки жесткая оккупация, региональные администрации оккупационные. Значит, в Москве заседают демократические сакиры. Дай Боже, нашему театре волкосвисты. Вот. Я не готов пока рассматривать сценарии, которые настолько далеки. Вот знаешь, возможно, это знаешь, что такое чисто украинское, а что бы называться. А кто тебе сказал, что далеки? Не знаю, пока мы это не сделаем. Вот сделаем, обсудим. Вот, ну, это, да, это у меня, наверное, чисто украинское, знаешь, вот такое есть стремление не обсуждать позитивные сценарии, потому что сглазить же можно. Это у нас менталитет зашит. Вопрос, который задаю всем украинцам. Почему украинцы такие добрые? Да, я не думаю, что мы особо добрые, на самом деле. Мы злопамятные довольно. Это, кстати, где же вы злопамятные? Хоть один предатель наказан после Майдана? Тут вопрос... Тут вопрос стоит немножко по-другому. Предатели не наказаны не потому, что украинцы слишком добрые. Предатели не наказаны потому, что украинцы, в принципе, и это хорошо, как мне кажется, не хотят это дело пускать на самотек, не хотят это дело пускать на самосуд. Возможно, где-то украинцы боятся того, что сидит в нас. Я тоже боюсь иногда того, что сидит глубоко во мне. Я тоже иногда... Да, у нас очень часто люди любят в Фейсбуке написать «растерзать». Да, конечно. Я никогда не пишу, при том, что я знаю, что возможна ситуация, что вот когда я при виде очевидной несправедливости начну как-то вести себя, наверное, очень резко, но я никогда это не пишу, потому что я не знаю. Я реально боюсь, хаоса, я боюсь, что вот если у нас начнется вот именно такое разбродышитание, когда каждый будет судить на свое понимание справедливости, то у нас может остановиться. Абсолютно с тобой согласен. Очень страшно в своем хрустальном доме чем-то кидаться. Я просто прекрасно знаю, во что это может быть. Ну, русские, эти могут воспользоваться русские. Да, это один из сценариев, кстати. Он, кстати, даже лучше для них, чем любое вторжение, если тут что-то начнется. Да? Вот. Что происходит? Давай на примере дела Стерненко, который совершенно непонятным образом обернулся. Я вообще не понимаю, как по такой статье. Ну, адвокат мой, товарищ и друг Володя Кутовой, когда прочитал часть приговора по Стерненко по этому делу, он сказал, его судили, доказательства по одному делу в статье собирали, а закрыли по другой статье. Да. И он говорит, это все развалится сразу. Да? Да, они обвиняли его в одной статье, а в итоге приговор по другой. Ну, там, как знаешь, у нас часто не очень стараются все эти материалы подгонять, и, мягко говоря, не идеально. Он говорит, это развалится. Это он сразу сказал. Это называется судебный револьвер. Если кого-то, например, очень надо закрыть, то сразу куча дел, все побегут защищать по этому делу, а его закроют по второму. Точно так же действует, например, Коломойский в своих попытках осудить Приватбанк. Он зарядил судебный револьвер на 20 судов сразу. Вот, и вот пока все тебя понял. Хватаются за одно... Ну, тут вопрос в том, что, смотри, уникальный случай. Человека осудили на 9 лет. Это тяжкое преступление, которое мы вменили. Это срок серьезный. И выясняется тадам, что он должен сидеть 9 лет в своей квартире. Я таких приговоров не помню. Ну, может, в каких-то сильно развитых Норвегиях такое есть. Но вот на наших широтах, чтобы вот по тяжкому приговору такое, как такое, я не видел обоснования. 9 лет общественного порицания, да? Ну, типа да. Ну, вот нет, конечно, это все равно ограничение свободы, и, конечно, дома сидеть никому не хочется, и я никому не желаю такого. Но, в принципе, значит, что-то сработало все-таки. Это, скажем, это нетривиальное судебное решение, нетривиальное. Вот что тут могло сработать? Мне кажется, непонимание того, к чему... Непонимание того, как дальше выкручивать это дело. То есть лучше из него выйти из этого дела, чем дальше? Тут выгоднее отъехать. Есть другое дело, в котором намного все сложнее, это дело рифмастера. Вот там отъехать боятся.
Там отъехать бы. По простой причине на пресс-конференции, которая была посвящена якобы поимке убийц Шеремета, выступил лично президент, лично министр внутренних дел и лично действующий генпрокурор на 100% человек президента. Смотри, вот с Сестрененком такого не было. Там отъехать можно, а вот по Рифу уже намного... Но смотри, всегда можно как отъехать. Ни Аваков, ни Зеленский, ни кто там был генпрокурором, Рябошапка тогда был, да? Да. Они впрямую-то не называли их преступниками. Рябошапку хитростно назвать. Да. Прямым текстом. Я очень хорошо, я отсматривал это. Ну, да, профессионализм это наше все. Вот, значит, но и формально, но суд же можно провести как можно скорее. Пусть в суде разбирается. Вот я, знаешь, когда мне начинают говорить вот это, я говорю, в этом, вот, я за правосудие. Но в этом плохо то, что люди сидят без ничего. Вы их, если вы судили сразу, ну, все доказательства есть, и судите. Что это за фигня? Доверия к правосудию уже нет никакого, ничего нет. Но если вы из этого тоже можно выйти, устроив быстро, открытый, максимально сжатый в сроки в суд. Да. А почему этого не происходит? Ну, мне кажется, потому что для некоторых из этих людей, для них сложно показать, вообще дать заднюю публично. У нас вообще это проблема. Я бы хотел Я, обсудить, кстати, удивлен, потому что это вот, я понимаю, почему в России, например, вот у россиян это просто, вот если ты дал заднюю публично, то это все. Не, ну это понятие, приговор это зона. Да. А почему у наших, ну не знаю, видимо, они в этом плане близки к российской культуре. Кстати, предыдущие наши в этом плане вроде таким не страдали, они могли, когда понимали, что это уже невыгодно, вот эти вот уперлись. Ну как-то так. Для меня это тоже уже выглядит нелогично, для меня это тоже уже выглядит неправильно. Я уже тоже пытаюсь объяснить, вот когда я там пытаюсь как-то в каких-то публичных выступлениях, я пытаюсь объяснить, вот смотрите, вот то же самое дело Шеремета. На деле Шеремета я вообще очень мирный человек, в принципе, мирно, вежливый, спокойный, а подрался с Беркутом, оказалась там поломана нога. Ну, меня подбили, вот, у меня поломана нога. Потому что я бежал за автозаком. Я, в принципе, мирный человек, не склонен бегать за автозаком. Не склонен к побегу. Я просто это увидел, и у меня в какой-то момент сдали нервы. Но, ребята, рано или поздно так получится на каком-нибудь из очередных вот судов по Шеремету, что просто какая-нибудь, не знаю, бабушка прыгнет на какого-то Беркут ей пробьет щитом голову, будет труп бабушки, и вам будет намного хуже. Это вообще игра с огнем такая. Это именно опасно, правда опасно. Каждый, да. Там же русские могут устроить что угодно. Да, вот хорошо. Представим, что на следующем, следующее заседание по рифмастеру по изменению меры пресечения под Шевченковским судом. Мы приходим, там какая-нибудь, прости господи, русня бомбу закладывает. И что по итогу? И это уже совершенно другой сценарий, это уже совершенно другой... Как ты думаешь, вот такую теорию заговора, Вашингтонский обком вспомним, да? Есть такая вероятность, что Соединенные Штаты сказали: господа, у вас, в общем-то, война вполне возможна, и мы хотим вам помогать. Давайте-ка вот эти ваши дела, вот эти, которыми вы тут все передрались уже, как-то по традиции в нашей стране, каждые 100 лет терять независимость. Значит, давайте-ка закрывать все дела и приходите до какого-то... Это было бы хорошо. Сейчас это осложнено по простейшей причине. Действующая американская власть крайне скептически относится к действующей украинской власти. Так получилось. Кстати, к прошлой тоже несколько скептически относилась на последнем этапе. Поэтому что там сейчас... Мне все, кто пытаются контактировать с американцами, да и все мои знакомые американцы, говорят, что есть проблема с тем, что, в принципе, Зеленскому в Вашингтоне не доверяют, как нормального договороспособного, в частности, из-за Макани в последнюю очередь, как нормального договороспособного, вынуждены воспринимать. Но, в принципе, особого желания общаться нет. В менее вымышленной ситуации этого бы не было. Ему бы не позвонил никто в менее вымышленной ситуации, потому что ему реально просто стеснялись звонить, потому что вот. Оппозиция тоже любит рассказывать, что на самом деле он-то любит, американцы любят оппозицию. Нет. И это тоже Ты сейчас. какую оппозицию ты имеешь в виду? Нормальную или российскую? Про российскую вообще речь не идет. Я про нормальную. К нормальной тоже у американцев есть некоторые вопросы, потому что не надо было в свое время плотно общаться с адвокатами Трампа, например. А этим грешили все. И действующая власть, и действующая основная оппозиция. И те решили поиграть с огнем, и те сейчас выгребли. И в итоге ситуация, когда американцы, с одной стороны, вынуждены взаимодействовать с Украиной, потому что сейчас это критичная точка. Американцы понимают, что это их фронт все равно. А с другой стороны, Ермак. А с другой стороны, доверять до конца не могут. В стране является Ермак. Которого они не доверяют. И правильно делают. Ну вот да, и в данной ситуации вот мы сейчас это имеем, и поэтому им достаточно сложно. Опять-таки, прямые требования, ряд прямых требований к украинской власти уже прямым текстом озвучивался. Ну-ка, какие? Например, по линии МВФ
было очень четко озвучено, что, ребята, нас волнует независимость антикоррупционных органов, нас волнует независимость Национального банка, нас волнует продолжение курса на реформы. Независимость Национального банка подорвана сейчас. Ну, это длинная история, как у нас меняли главу Национального банка нынче на Кирилла Шевченко. Собственно, на антикоррупционную инфраструктуру, какая бы она ни была слабая, сейчас идет прямая атака. НАБУ постоянно пытается так или иначе сковырнуть. Ну, с точки зрения американцев тоже был бы повод как бы сползать сотрудничество, но проблема в том, что сейчас они это просто себе не могут позволить. Да, потому что русские, да. Да, но с другой стороны, вот там все прекрасно понимают. Но там прекрасно понимают и то, что сейчас необходимое взаимодействие. Но при этом прекрасно понимают, что это взаимодействие может быть использовано украинской властью во внутриполитических разборках. И тоже, наверное, не хотят. Вот такая дилемма. Вот. А что нам делать в этой ситуации, я, честно говоря, не очень представляю. Ну, кроме того, что нам нужно как-то, наверное, самим попытаться решить все те проблемы, которые не хочет решать наша власть, и которые могли бы помочь улучшить наши взаимоотношения, в том числе и с Соединенными Штатами, и с Европой, в принципе. Да. Ну, фактически то, чем моя партия постоянно вот в последнее время занимается, это и есть вот те самые направления. Нам очень забавно смотреть, как потом сначала мы занимаемся, через несколько месяцев проходит, и либо МВФ уже прямым текстом говорит, что вот именно это надо. Вот мы посвящаем кучу акцию Нацбанку, потом выходит МВФ, говорит, Нацбанк – самое слабое звено. Такое ощущение, что мы им пишем вот эти обращения. Мы воюем с Коломойским, опять-таки, из-за Приватбанка. Выходят, говорят, что вот, дорогие товарищи, введете наконец-то санкции против Коломойского? Или вы до сих пор будете... Не, но есть неразрешимая дилемма. Я тоже про это писал. Дилемма такая. Для Соединенных Штатов, ну, Байден — это официальное лицо Соединенных Штатов, как ни крути. Это человек, проводящий, согласно, так сказать, Конституции, внешнюю политику всю точно. Да? Его Госдеп — это его прямое подчинение. Он говорит, Путин убийца. То есть Путин преступник, международный преступник. Точка. Тут в протестантской нет. В протестантской этике не может быть двойны. Это тебе не Византия. Если он сказал убийца, значит убийца. Это не значит, смотри. Ты знаешь, что Байден католик? Первый президент США католик. Хорошо. Но это нехорошо, не в американской христианской культуре. Я понял, о чем ты это, я так... То есть у них тоже эвфемизмы не признаны. Извини, да, я вспомнил, что он католик, да. То есть, это тут мы можем называть вещи тремя именами, это все из Византии. Вот это вот идет, мы выкручиваемся, что-то ищем, подмигиваем, там что-то там думаем, всех мы надуем и так далее. Не обижай Византию, я как византист. Все, извини. Но все худшее взяли, это же все, да. Это да, это есть. Ну, смотри, да. Ну и что, я не говорю, ну вот дилемма такая, да. Вот наш старший партнер, главный человек в мире сейчас, седовласый, красивый джентльмен, серьезный чувак. Тебе это не какой-нибудь там говорит, Путин убийца, и смотрит на тебя так пристально. Как экзаменатор на школьника. Да. А еще тихо еще подходит министр торговли или кто там, говорит, а еще Коломойский преступник. И тоже пауза такая в глаза смотрит. И сколько будет это все длиться, эта пауза мхатовская? Я это в одном из своих постов описывал, что это звучит примерно, знаешь, в ответ им просто дурачка включают. Реально. Да нет, молчат же просто. Нет, там диалог происходит. И что? Коломойский. Который? Ну, Коломойский. Так мы Дубинского санкции вели. А против Коломойского? Которого? Ну так диалог происходит примерно вот именно такой. Это действительно кошмарно смотрится со стороны, но действительно, это почему-то, я не знаю, вся украинская власть, сколько я ее помню, я в политической журналистике украинской 20 лет. Почему-то вся... Видимо, это какой-то советский стереотип, что все, кто говорит не по-русски и не по-украински, на непонятных языках, все, наверное, какие-то ультрацивилизованные лохи, которых можно надуть. Да. Вот я помню еще, как Кучма пытался американцев надуть. И с Кучмы, начиная, все подряд пытаются американцам что-то втюхать, считая, что они не понимают, что у нас здесь происходит. Но это несколько не так. Даже был грешен, и Петр Алексеевич давал интервью, какой-то западный журналист, как подмигнул, типа, что-то там он сказал такое про коррупцию, тоже подмигнул. Но они не верят в это. А уж кто как нынешняя власть себя ведет, я не знаю, вот, ну, я просто, ну, они не верят, конечно, это 100%. И у них есть какие-то деятельные маркеры, которые должны быть. Да. Без этих деятельных маркеров, ну, как бы, ну, нет. Я думаю, что все равно в случае агрессии мы получим поддержку, безусловно, американцев. Потому что тут уже, понимаешь, тут ставки другие, тут речь не о Зеленском. Тот же Байден, даже если брать чисто личное отношение, к Украине как таковой относится прекрасно.
То есть Украина для него и эмоционально как-то лично ценна, и в политическом смысле. Знаешь она для почему? него ценна. Потому что они же все про нас не знают. Ну, и он знает, конечно, много. Но в целом для Америки это же они же чувствуют ремейк войны за независимость своей. Отчасти да. Это же чувствуется. Да. Когда народ собрался и решил отвоевать независимость у очень сильного врага. Там у Русской империи здесь, там у Британской империи. Да? Это симпатично. И Майдан действительно для американцев, для которых, ну, там, может, в каком-то Они любят подобные истории. Они любят такие истории. Это история абсолютно вот такой правильный Голливуд про правду. И вот в этой христианской этике, где правда основное, конечно, Украина это правда. Да, у нее есть такая проблема, разные люди, да, но все равно это про правду. Ну и потом, то есть потеря Украины это глобальное поражение Соединенных Штатов. Все. Это просто дальше уже мир идет в разнос по всем швам просто. Да. Уже Китай понимает, что можно и Тайвань брать. Уже, ну, все понимают. Да. То есть тут Америка не может не вмешаться в эту войну. Не может. Потому что она проигрывает все сразу. И не только здесь. Во всех регионах, где какое-то есть противостояние, напряжение. Но, с другой стороны, есть еще разница между пониманием и решительностью. То есть Обама тоже прекрасно все понимал. Но у Обамы, ну, я, честно говорю, я крайне не люблю Обаму, просто потому что главная проблема, я вот не люблю таких людей, когда человек хороший. Человек честный. Человек, в принципе, не глупый. Просто ничего не делает. А вот просто, когда наступила критическая ситуация, он впал в ступор. Да, он в ступор впал. И я предпочитаю не обсуждать Барака Обаму, очень симпатичного президента. И супруг у него прекрасные фотки. Вообще зашибись. Да. Да? Вот был бы он британской королевой, или был бы он просто любой королевой, был бы он монархом, это была бы идеальная история монарха. Но, к сожалению, когда возник кризис именно политического свойства, когда нужно было проявить политическую хватку, человек впал в ступор. И ценой этого ступора является, например... То, что мы сейчас имеем. Да, потеря моего и твоего фактически дома, да. Но это, ну, в общем, короче. А будет ли что-то типа Карибского кризиса? Может быть, вот такое противостояние без военных действий, но на таких политических нервах, которые потом к чему-то приведет как-то. Мне кажется, к этому вот сейчас к этому идет. Это, скорее всего, будет. Вопрос в том, да, каким будет результат этого противостояния. В случае Карибского кризиса все-таки американцы же ракеты потом из Турции увели. Как ни странно, хотя совок убрал с Кубы. Будет ли что-то подобное? Вопрос в том, какой будет размен. В принципе, такой сценарий в некотором варианте этого сценария выгоден даже самому Путину, потому что, возможно, он хочет. Я заберу Донбасс. Типа расставлю все точки над «и», да, поставлю железный занавес и будем жить как при СССР. Да. Да, возможно, это именно то, к чему то есть он повышает ставки для того, чтобы в каком-то этапе Запад сказал, ну, сволочь, да, но все-таки мы не хотим атомной войны, а ты безумен, поэтому остановимся на том, что есть, и будем просто ждать, когда ты умрешь, и будем тебя душить санкциями, там, как угодно. Да. Другое дело, что, скорее всего, мне кажется, ему это все сложнее делать, потому что, с одной стороны, у россиян возникает какое-то уже привыкание к этому, в смысле, это не та инъекция, которую можно постоянно впрыскивать. С другой стороны, уже начинают понимать, что человек симулирует сумасшедшего. Вот если в случае северных корейцев они успешно симулируют сумасшествие, если в случае иранцев вот Иран абсолютно искренне эсхатологически безумен, то вот в случае России это уже начинает выглядеть игрой. Вот это уже начинает выглядеть... Ну, несоответствие. Какое-то, знаешь, то есть спектакль неправдоподобный спектакль. Все по простейшей причине. Ты не можешь играть в Хрущева, если у тебя дача в Ницце. И дочка в Голландии. И у всего твоего окружения дети в Лондоне. Ты можешь играть в Хрущева, когда у тебя дача в Подмосковье. А когда ты сейчас грозишься атаковать ядерным оружием в те столицы, в которых учатся твои собственные дети, ну, наверное, это не выглядит так серьезно. Вот знаешь, именно, наверное, и будет такой показатель, когда вот эти люди, близкие к Путину, соберут чемоданы и начнут уезжать туда. Вот это точно будет показатель войны. Вот. Ты знаешь, проблема в том, ну, вернее, не проблема, это для Путина проблема, а для нас выгода в том, что проще его табакеркой долбануть. Ты знаешь, вот сейчас будет очень плохой пример в сторону Запада. Зря ты вспомнил КНДР, потому что моя любимая тема. То есть они торгуют безумием уже 3 поколения Кимов, да? И, как ни странно, они все имеют. То есть элита живет нормально. Там, между прочим, просто никто не знает. У меня одна знакомая работала там дипломатом долго. И когда ты там живешь, это тебе не экскурсия по метро с гидом из партии. Да? Там и рынки работают, там и подпольные рестораны, казино. Там
партхозэлита, там, ну как совок такой, да? Я очень давно читаю Лунькова, я знаю, как там дела обстоят. Ну вот, они играют безумцев, и Запад им все время отстегивает деньги. А мог бы разбомбить за одну ночь. Вот просто, слушай, чувак, вот свои ракеты нам надоели. Мы нажимаем на кнопку, ни одну ракету американскую они не перехватят. Можно все стартовые установки разнести, и потом разговаривать с уже этим разбомбленным идиотом с других совершенно позиций. Почему они этого не делают? Ну, есть еще фактор Китая. А вот все-таки Китай, да? Вот, да, там есть нюансы. А с Россией все намного сложнее, потому что ты, наверное, и с российскими элитами как-то имел дело, вот когда хотя бы в МК работал. То есть хотя бы Да я политикой там не занимался. Они похожи на людей, которые готовы из Ниццы перевести... Нет, они не похожи. Они готовы сделать Россию в Ницце. Вот они куда приезжают, вот там они строят. В Майами здесь наша русская земля. Вот это, знаешь, да, как человек, который был на Кипре, я прекрасно понимаю, о чем речь. Ужас. Слушай, в Австрии невозможно пройти от них. Да, как Карловы Вары уже, да. Так они там официанткам орут, что они в России. Да. Официантки все же по-русски, они там русские флаги висят. Да, но все это, понимаешь, все это закончится, если начнется вот реальная холодная война, это закончится. То есть терпец взорвется. Да, то есть, невозможно будет там находиться. И опять-таки, окей, хорошо, если ты сейчас грозишь ударить по городу, как я повторюсь, где сейчас находится либо твоя семья, давай все поймут, что это были голые понты. Вот если все понимают, что в КНДР, наверное, может жахнуть, по Японии, например. Все понимают. Наверное, может. Все понимают, что в Иране действительно хватает искренних религиозных фанатиков, которые искренне считают, что, да, как пытается подать Путин, что мы в рай, да, но у нас будут бури, а их там Иблис будет драть. Есть такие. В случае Путина это голимый понт. И все понимают, что это голимый понт. Одна дочка в Южной Корее, если я не ошибаюсь, вторая дочка в Голландии. Нет, в Москве. В МГУ, она там при МГУ какой-то фонд, у нее на миллиардерша. Мне кажется, он детей своих забрал уже. Путин своих забрал уже. Своих может. Но то, что элиты там... Ты пойми, тут немножко тебе возражу. Вроде все логично, но было такое совещание у Путина, когда он Крым брал, и собрал олигархов. Их там сколько это было, человек 10, круглый стол. И, значит, он сказал, там кто-то то ли этот Альфа-банк или кто-то еще, сказал, типа, Владимир, так робко розовую ручку поднял и сказал: Владимир Владимирович, а если санкции? Владимир Владимирович посмотрел на них, на всех вот так и сказал: а вы кого больше любите, родину или деньги? Все, тема закрыта. Они понимают, что они все в пасти у крокодила. И вот он скажет им, они семьи свои заберут быстро. Они понимают, что вот это покушение на Скрипаля, думаешь, это Скрипаль ему нужен был? Нужно было показать, мы тебя везде достанем, в любой Англии. Где хочешь, достанем тебя. Вот. Понимаешь, реакция на такое зависит сильно от личности. Я абсолютно уверен, что что среди них есть те, которые предпочтут тогда, извини, махнуть со всем, что есть. Да? Я уверен, что да. То есть это российские элиты, это не один человек. Я абсолютно уверен, что там будут люди, которые начнут оценивать, а не легче ли где-то купить золотую табакерку. Я абсолютно уверен, что найдутся люди, которые будут оценивать, а не легче ли пойти по программе защиты свидетелей, и пусть они пытаются меня достать где-нибудь в районе... Я тебе сейчас такой вопрос задам, который немножко, казалось бы, не относится к этому. Вот смотри, вот есть Байден, и вот есть Путин. И вот между ними есть Зеленский. Давай без этого самое. Не веролаша. Да, я серьезные вещи говорю. Очень сложно, и понимаешь, когда между ними профессиональный юмористический актер. Между ними пропасть. Значит, и вот Байден говорит: Путин убийца. И по идее же Байден наш защитник, и Зеленский это знает прекрасно, что, конечно, надежда только на Америку, по-серьезному. И по идее он должен был раньше намного литовского президента, даже без вопроса. Теперь на пресс-конференции у нас что ли не будет, потому что как-то могут что-то задать, такой вопрос прямой, повторить, перевод прямой. Он не говорит сразу: да, я согласен с господином президентом Байденом. Я уверен, что Байден его бы простил ему все эти предыдущие. Он сказал: человек все понял, но он не из этой сферы, его там использовали, юзали, там какие-то олигархи, там русские, может, пытались юзать. Парень встал на путь исправления. Он этого не говорит, а вместо этого сейчас звонит Путину. Причем у меня есть такая версия, моя личная, психологическая, что он не надеется, что там возьмут трубку. И даже не надеется ни на какой результат этих переговоров. Он звонит туда, чтобы, если спросят, почему ты не называешь его убийцей, говорит: нам это с ним надо как-то, а вдруг чего? Тогда он вообще не возьмет трубку.
Ну, смысл какой, да? Это может быть такая какая-то мои надумки, но я не про это. И вот в этой конструкции ты понимаешь, кого реально физически, кто больше боится. Байдена не боятся, а Путин внушает животный страх. В том числе и политиков западного. Я не уверен. Смотри, с одной стороны, вот одну претензию к Зеленскому я почти снял за последние несколько месяцев. Он действительно очень резко поправил, он действительно очень резко поястребел. Это объективно так, то есть там было внезапно... Я понимаю, почему. Если бы я был его политтехнологом, я бы ему это и советовал. Потому что вот пока ты отбираешь канал у Медведчука, Медведчук теряет каналы, а Порошенко теряет возможность обвинить тебя в том, что ты продаешь страну. Потому что, ну вот я же борюсь с Медведчуком. Понимаешь, но это все пока не доходит до реального физического страха. Потому что физически, ну смотри, он угрожает Байдену фактически. Вот это его пожелание «будьте здоровы», это же понятно, да, следи за здоровьем, это 90-е годы. Он фактически отправил Байдену такую, ну, понтовую, наверное, там, малореализуемую черную метку. Я это оцениваю иначе. Дело в том, что сейчас я последил, какие у них нарративы сейчас в пропаганде. У них один из нарративов, это нарратив на внутреннюю аудиторию, что Байден старенький, сенильный, больной, разваливается. Так вот это еще хуже. Они его заводят, Байдена. Байден заводной мужик, он боец. Да. Я считаю, что вот это было у Путина рассчитано на внутреннюю аудиторию, что из серии, вот смотрите, он слабак. Вот я молодой с накачанным торсом, хотя он какой-то молодой старый дед, который еле ходит уже в развалочку. Великий вождь русских племен по всему миру. Вот. А они реально раскручивали вот эту тему, что Байден, дескать, вот Байден споткнулся на трапе самолета. Это, мне кажется, это в рамках вот этого нарратива, они пытаются показать своим русским, что вот вождь врага слаб. Акела сейчас промахнется. Вот, старенький Акела. Ну, значит, в любом случае это чем-то закончится. Я, в принципе, вот в целом, конечно, никто не хочет войны, я не хочу, ты не хочешь. Но вот это ускорение событий, оно позитивно, на мой взгляд. Потому что долго на паузе стоять невозможно. Это позитивно и для Зеленского, и для Украины, и для Америки, и для всех. Потому что, ну, такое, значит, стремительное протрезвление наступает. Оно не наступило. Еще Меркель мечется там вот так вот, как Вицин в этом фильме, значит, между умными и красивыми. Вот. Еще непонятно, там Макрон сидит, там, я не знаю, в своем этом дворце и не знает, куда бежать вообще. Вот. Но в целом, я думаю, скоро все расставится. Хотелось бы. Ну, понимаешь, я на это смотрю так. Я изначально, вот когда у нас все это произошло, я понял, что теперь мы сидим, готовимся и ждем, когда будет критический момент, когда мы сможем, когда в России наступит каюк, и мы сможем все это вернуть. И Россия дождалась, пока у нас можно будет ударить. Хорошо, мы дождемся, когда можно будет ударить Россию. Больше всего я боюсь, что этот момент наступит, а мы не готовы. Вот. Я надеюсь, что мы будем готовы. Стратегически пока у нас мало что выработано. Стратегия Крыма никуда совершенно не годится. Я не знаю, смотрел. Нет, это просто 20 тетрадка школьная, 20 листов убористого текста. Ну, в принципе, ни о чем. Благие пожелания. Если это рамочный документ, если бы под ним было вот еще тогда и сказали бы. Тогда я бы сказал, все хорошо. А это рамочный, ну окей, в него можно все что угодно всунуть, налить. Ну, надеемся, может будет дописано и исправлено. Спасибо, Витя, что пришел. Спасибо за поддержку, потому что я считаю, что это и то, что ты приходит, тоже поддержка нашего канала. Хочешь, скажи два слова про канал? И такой. Вот я очень надеюсь, что канал продолжится. Этот канал необходим. Это канал классный. И это канал, который нужен нам, в принципе, нам. И под нами я имею в виду Украину. Поэтому я надеюсь, что этого канала все будет хорошо. И вот эта вот черная полоса действительно будет разорвана. Ну, надеюсь, что так и будет. Спасибо, что смотрите нас. Еще раз благодарю Республику Чешскую Республику и ее посольство за оказанную АТР помощь. Она нам поможет, конечно же. Вот. И надеюсь, что также поступят и другие страны Европейского Союза, которым неравнодушна Украина, неравнодушен Крым, не безразличен, точнее, Крым. Неравнодушна Украина должна быть сама к себе. Вот. И, собственно, на сегодня все. До завтра. Смотрите канал АТР.
Украина Милли Хавсызлык ве Мудафа шурасы Кырым ишгалден азат етілеу стратегиясына таздыклады. Буны Хавсызлык шурасынан катиба Алексей Данилов топлашудан соң хабар етті. Оның сөздеріне көре весихана 1 ел девамында азырлаханлар ишлерге меджлисте желп етілді деп кайд етті. Ләкин меджлис рейсы Рифат Чубаров бу вакыяны изатламай жағыны білдірді. Facebook сайфесінде язы япмаға ишандырды. Алексей Данилов стратегияны Кырымны ишгалден азат етілеу yol харитасы дей. Ләкин стратегияның инжеліклерін ачықламады. Тек весиқа ачық олажағыны білдірді ве стратегияның инглиз тілінде нұқсасыны Украинаның ғарып іждешлеріне йоллай жақ екенлер. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійською мовою, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійською мовою. Цей документ буде відкритий. Ишгалжилер Эльвир Аметовна Курхузмага тұрыша Сабадан Судах региональ меджлистің рейсіне Ишгалжи полис хадимлері келген. Бизнесі аққында сұрағанлар вяқ меджетте ерлешкен экстремизмнен күреш мерkezіне давет еткенлер. Оны санкедерсін ясақ етілген тешкілетқа пара айырғанында шеклейлер. Сөз меджлис аққында кете. Ишгалжилер Қырым татар халқының темсілжі органны 2016 сенесі экстремистик оларақ танып ясақ еткен еді. Ама бұл күнге қадар региональ меджлис азалары ве yol başçılarına korkuzuvnen kelmeydiler. Эльвир Аметов Ишгалжи полис хадимлерінен кетмектен vazgeçken. Айтқанна көре қазанған параларына айлесі ве хайрия ишлерге масраф ете. Региональ меджлис yol başçылығы вазифесінден тек халық істесе кете білгенін хабар етті. Олар приглашение верділер, чтобы мен Ақмешітте баражақ екенім против террористической какой-то организации или экстремической организации. Мен dedim varmayacağım. Kayıtlarını da almadım. Dedim ben endi 82 tane adam yollarda gezmeyeceğim onda. İsteseniz gelip aristovat edip alıp gitsinler. Вот. Олар meclis запрещенная организация deyip soradı benden. Ну, для вас, может, запрещено, а я dedim являюсь действительно на сегодняшний день председатель регионального меджлиса. Меня народ избрал, и я от этого не отказываюсь. Если народу я надоем, пускай скажет, я откажусь. Вот. Вы деньги посылаете в меджлис, deyip soradı ona. Я сам нуждаюсь сейчас в деньгах, не то, что кому-то посылать. И вообще пускай меджлис меня посылает, чем я буду посылать. Я никуда не посылаю. Я свои деньги расходую в другие мероприятия. 2019 сенесі Эльвир Аметовны ишгалжилер қанунсыз силе алып сақламасында қабатлады. Тенту девамында онан шақси музейінден алынған экспонатны атыжы силе оларақ таныдылар. Эльвир Аметов бұл музей экспонатларыны Қырымға қайтқанындан берілі топламақты. Ишгалжилер тұтпалған экспонатлар арасында қадеми силе, мирзақ, оқ уджылары, балта, пычақлар ве чалышмаған револьвер бар еді. Сияси мабус Амет Сулейманов махкемеге желпетілген гызлы шаатны таныған. Русияның Женеберби махкемесінде сөзде 3-ші бақшысырай терроризм давасы бақылмасы девам етмекте. Сулеймановның сөздеріне көре бұл Константин Тумаревич. Обыр қач ел евелсі Балтық девлетлерінден Қырымға келіп ерлешкен. Шымды оны ФСБ мұсылманлар арасында оператив тедбірлер кечірілмесінде қоллана екен. Тумаревичның шаатлығы сасында бақшысырайда тұтылған бір чоқ Қырым татары терроризмде отланып махкум етілді. Государственное обвинение продолжило представлять свои доказательства, и сегодня был начат допрос свидетеля под псевдонимом Керимов, так называемый скрытый свидетель. Мой подзащитный Амет Сулейманов категорически опознал в нем латыша Константина Тумаревича, который уже являлся скрытым свидетелем по делу второй бахчисарайской группы, так называемый штатный скрытый свидетель силовых структур. Бір елдан берлі ақырабасына көріп оламайлар. Сөзде 3-ші бақчысырай терроризм дабасынан мабуслері апске алынғанына 1 ел олды. ФСБ хадимлері 2020 сенесі мартынан 11-де бақчысырайда Қырым татарларының евлерінде
полис тарамаларына кечіріп 4 қырым татары. Аға Қардаш Осман ве Сейтумер Сейтумеровларны, оларынан дайысы Рустем Сейтмеметов ве юрек хастасы олған Амет Сулеймановны яқалады. Ишгалжелер махкемесі Аметны Эве апсынде қалдырды. Қалғанлары СИЗОға ташланды. Эпсыны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда акимиетні күчінен запт етмейін тұлыбында қабатлайлар. Кечкен сене сонында мабюслеріні Ростов СИЗОсына кечірділер ве даваны Русияның Женеберби махкемесі бақы башлады. Нам не разрешаются свидания, нам не разрешают заходить на судебные заседания, нам запрещены звонки. За этот год заключение в СИЗО, в спецблоках, в карантинных камерах у ребят очень сильно подорвалось здоровье, медицинского обслуживания, лекарств им не дается, не обеспечивается. То, что мы им отправляем, большинство лекарств им не передаются. Мой муж находится под домашним арестом. У моего мужа ряд хронических заболеваний. Но пережив стрессы, эти хронические заболевания обострились. Он очень сильно переживает за свою семью, за своих детей, за меня, так как вся ответственность в доме и за ней легла на мои плечи. Я вот 360 дней не видела мужа. Это получается ровно год. Но мне в сентябре месяце дали разрешение, чтобы увидеться с мужем на территории в СИЗО, это в Симферополе. Но я не могла использовать свое заявление, учитывая тот момент, он попал на карантин. А в ноябре месяце его вывезли на территорию Ростова. На протяжении года идет борьба. Также буду продолжать борьбу до того момента, пока Рустем не вернется домой. Уйдырма терроризм қабатлавы есасында Ярмаданын тамыр халқына ашыламаға істейлер. Бұнда Қырым татар фааллері ве милли әрекет іштіракчілері мен. Ескі Қырым ве жыварындаки көйлерді яшаған ақсақаллар халыққа қаршы кечірілген репрессияларына тақбих етіп халыққа мұражатта бұлынды. Айтқанларына көре, Русия Ярмаданы ижғал етместен евел тыншылық еді. Шымды есе кімнің евінде невбетеке тентуф олажағына білместен яшамақталар. Ама репрессияларға бақмадан сияси мабуслерінің қуранталарына ярдым этмеге девам этежеклерini bildirdiler. 7 лет не прекращаются репрессии над крымско-татарским народом. 7 лет уже сажают ни в чем не повинных людей. Около 100 человек посадили. Обвиняя стариков уже в терроризме, которым по 58-60 лет. Их сажают в тюрьмы по 18-19 лет. Türkiye, Rusия işgalinden sebep Yarmadаны terk etmege mecbur olgan Kırım Tatarları için 500 kvartira kuruculuğunu başlatacak. Hakimiyetler ara anlaşma Vladimir Zelenskiy keçenleri Türkiye'ye barğanı vaqt imzalandı. 200 kvartira Nikolaev, 200 kvartira Khersonda kurulacak ve 100 kvartira Kiyev'de. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kaydetkenine göre koçmege mecbur olgan Kırım Tatarlarının yaşayış standartları yükselmesi için bu ailevi ve tarihi borçtur. Zelenskiy'nin sözlerine göre bu leyha Türk ve Ukraynalılarını daha da birleştirir. Türkiye Kiyev'de büyük Cuma camide kurmağa planlaştıra. Leyha şimdi da müzakere basamağında. Ukrayna prezidentinin ofisinde kaydetkenlerine göre imzalangan anlaşma hukuki aspektlerini ve mesken kuruluş meselesinde işbirlik mekanizmlerini tayinlagan. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi
ümit ediyoruz. Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату Кримська платформа, взяти участь у її інаугураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Сабыр бағышлав ве бірлешув айы. Мұсылманлар үшін мұқаддес Рамазан айы башланды. Чоқча ибадет япув ве ораза тұтув айыдыр. Ай девамында мұсылманлар фікірлеріні темізлеп, хайыр ішлер япып, günahлары бағышланмасы үшін Аллахқа дуалар етмелі. Ве күн девамында аш ве судан вазгечмек керектір. Баллар, ақыраяқлы қадынлар, хаста ве yolcular ораза тұтмақ мечбуриетінде дегел. Ама чаресі олғанлар табыле. Рамазан айы бүгін апрелінің 12 күні ақшам яңа ай доғанынен башлана. Ақша мұсылманлар бірінші таравих намазларына қылажақ. Сабадан ісе енді оразал олмақ керектір. Рамазан айы тахменен майысының 13-інде ораза байрамынен екінленежек. Peygamberimiz Aleyhisselam aytты ki, eğer de birisi yalanı bırakmasa, cahilliğini bırakmasa, onun ne aşını bırakmasında, ne suyunu bırakmasında Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ramazan ayında Müslüman için ne yapmalı? Bu Kur'an-ı Kerim'ini hatmetmeye. Ne için? Çünkü Allah-u Teala öz kitabında ayta ki, Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayında kitabı Kur'an-ı Kerim indirildi. Bu ayda Müslümanlar tırışmak gerekler bu kitabını baştan sonuna kadar okumağa, hatmetmeye. Kaydetiyle ki Ramazan ayında Peygamberimiz Aleyhisselam daha da cömertleydi. Ve bilemiz ki Peygamberimiz Aleyhisselam aytaydı ki sizden birisi her daim en azından yarım hurmanın bile olsa özünü cehennemden kurtarsın. Yani ne demek istedim? Demek istedim ki buna isnaden mühim değil kaç sen para sarf edeceksin Allah yolunda. Mühim olgan niyetindir. Ramazan insanlar birbirlerinin birleşkenini gösterir. Birlikini gösterir. Bu çok önemli. Ve tek Ramazan ayı değil. Ramazandan sonra da bu Ramazan ayında insanlar birbirlerinin daha sık olganları, yakın olganları hayatta devam etti ve bu zor yaşayışta insanlar birlik olganında o gündeki olgan meseleleri çözmesi biraz kolayca geliyor. Рамазан айы башлағаны мұнасебеті еле Қырым татар сияси мабуслерінің ақрабасы Чечек ве бақшышлар алды. Қырым бірдемілігінде хабер еткенлеріне көре баллары уйдырма қабатлаулар бойынша Русия түрмелеріне ташланған ана бабалар қол тұтып ве қайғыруға мұқтачылар. Все, что может дать в этом сложном мире полном испытаний один человек другому, это немного заботы и немного тепла. И мы надеемся, что сегодня мы согреем наших общих родителей, которые сейчас в разлуке со своими сыновьями, и обязательно увидим день, когда они вернутся домой. И мы очень хотели бы, чтобы весь месяц Рамадан двери этих семей не закрывались, и они чувствовали заботу своего народа рядом. Рифат Чубаров ханизбетен уйдырылған жинай даба черчевесінде зарар көргені кібі танылған кіші Чубаровны білмей екен. Бұны Меджлис рейсіні махкемеде тақдим еткен адвокат Александр Асокин хабер етті. Даваны Қырымның юқары Рус махкемесі бақмақта. Бүгін имайджи тарафы желп еткен шаатларны сұрғыдан кечірмеге девам еттілер. Ишгалжелер Рифат Чубаровны 2014 сенесі февралінің 26-сында Қырым парламент оғынды кечірілген Украина топрақ бүтінлігі митингінде қалыбалықлар тешкіл етмесінде қабатлай. Бүгін шатылық еткен үш кіші Меджлис рейсінің әрекетлері зорбалық тоқтатылмасы үшін япылғанны қайдеттілер. Митингте инсанлар ezilmesine автобуслардан кетірілген Русия тарафдарлары себепчі oldu деп қайдеткенлер. В ходе допроса потерпевший пояснил, что никаких
претензий к Чубарову Рифату Абдурахмановичу он не имеет. Больше того, он и не знает, кто это вообще. Соответственно, никакой информации о том, что кто-либо организовал ту давку, которая была 26 февраля 2014 года возле здания Госсовета, этой информацией он не обладает. Ишгалчылар Меджлис рейсіне низбетен 2 madde бойынша жинайдава башлатты. Кутлеби қалабалықлар тешкіл етілмесі ве Русия топрақ бұтынлығыны бозымаға чағырывлар япты деп. Сөзде махкеме кечкен сене июль айында даваны бақы башлаған еді. Ишгалчылар кезлевде қадими мұсылман мезарлығы ұстынды тайлақ, каток құрачақ топрақ дамартысы трафында тартышмалар бір қач айдан берлі девам етмекте. Ерлі Қырым татар жематшылығы нашлар ұстынды құручылыққа қаршы чықты. Башташлар Қырым татар халқы сұрғын етілген сон yok етілген. Ишгалчылар акимиетінің баш назир муавина Евгений Кабанов қайдеткенне көре, анда ич бір мезарлық yok. Айны Кабановқа айт олған шіркет құручылық ішлеріні алып бармалы. Тарихи весиқайсы бұл ерде мұсылман мезарлығы олғанны таздықлай. Ишгалчыларның қанунларына көре біле құручылық кечірілмесі ясақтыр. Кезлевнің ишгалчылар акимиетінің yolбашчысы Роман Тиханчук айтқанына көре узлашма вариантын тапқанлар. Пошылған топрақнан бір қысмына сквер үшін айрajақлар, қалғанында есе бір спорт комплексі құрылajақ. Лондон, Берлин, Прага, Кишиневта Русия елшіліктері янында Қырымда қанунсыз тұтылған журналист Владислав Есепенкаға қол тұтып пикетлері кечірілді. Инсанлар Радио Свобода мұхберінің Омар Арқадашының чағыруына сесленіп шыққан. Елшілік оғыны фуаллер Украина байрақлары ве Қырым Украина кібі язылы шиарларнен келді. Есепенканы ишгалчылар Тарас Шевченканың доған күнне бағышланған тедбірде иштирак еткенінден сон тұтты. Оны қанунсыз силя сақламасы ве жасуслықта қабатлайлар. Украинада кечкен күн девамында 7856 инсанда коронавирус хасталығы белгіленді. 5355 хаста түзелген, 287 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Днепропетровск, Харьков, Львов, Киев вилаятлері ве Киев шерінде қайдетілді. Үкімет сатын алған коронавак вакцинасы вилаятлер бойынша тарқатылған. О кереклі сынаулардан кечті дей сағлық назирі Максим Степанов. Коронавак – це інактивована вакцина, тобто на основі вбитого вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні – АКДС від дифтерії, коклюшу або українського кашлюка, столбняка або правця. Вони також інактивовані. Ці вакцини безпечні, дієві і стабільні та не вимагають особливих умов та низькотемпературного зберігання. Ишгал етілген Қырымда 129 COVID-19 хастасы белгіленген, да 7 кіші хасталық ақырлашмасы нәтижесінде вефат етті деп есабат бере ишгалчылар акимиеті. Жебеде да бір Украина мұдафачысы илак олды. Оз штабында хабар еткенлеріне көре аскер душман құршынындан алған яралардан вефат еткен. Украина тарафы бұны ОБСЕ темсілжілеріне білдірген. Ишгалчыларның әрекетлері душман күчлері атешкес режиміні бозмаға девам еткенні таздықлай бұне берабер Русия тарафы атешкес режиміні riayet etmeyeceğini білдірді. Яқшы олғанны істеділер ама әр вақыт олғаныкі болды. Ишгалчылар Керит шері Алман фашистлерінден азат етілуінен 77-ші елғаны топлар атуынен қайдетті. Деңіз лиманында 2 гаубица тертібатыны герлештірділер. Атышқа емір берілгені вақыт гаубицаларының бірі атып оламады. Тек 2-ші интілуінен деңіз тарафына атып олдылар. Топ атышывы гүрілтісіден арабаларының сигнализациясы чалышы башлады. Чевречетте евлерінің вез заводының жамлар құрылған. Ерлі сәкінлер қайдеткенне көре, бөле байрам атышуларындан сон пенжерелер тамерленмесі ерлі әдетке чевірілді. Один снаряд! Огонь!